ваши уши немножко отдохнули, да? Значит, есть вопросы, я на некоторые попробую ответить, да, появлялись. Давайте я сразу быстренько 2 минуты, потому что, знаете, потом может повод быть. Значит, меня Анна Валерьевна спросила, что делать для детей и для педагогов, которым нужно что-то в расчете на детей. Да? Значит, если будет возможность, вот если будет такая возможность, пожалуйста, когда будете проектировать сайт, если, вот я понимаю, что это сложно, идеальный вариант – это отдельный вход на сайт для детей и руководителей детского учреждения, для детей на самом деле. Так делают очень многие библиотеки за рубежом. И там всегда есть прямо справа такой логотипчик, да, там ребенок или взрослый. Потому что с детьми мы об этом будем говорить, надо разговаривать по-другому. Будем говорить про работу с отдельными категориями. Вот про это пойдет речь. Если этого нет, то, помните, я говорила, чудесная вещь электронная краеведческая библиотека. Сделайте раздел, вот куда вы положите, будете класть продукты, коллекцию, да, в которой вы будете класть продукты, и те, которые есть, и те, которые, может быть, вы сами создадите, да, специально для детей. Хорошая штука хрестоматия, мультимедийная. Есть такая универсальная задача, хорошо бы, чтобы была, да, где вы это отберете. Еще возможность сделать раздел на вашем сайте. Вот не другой вариант, а хотя бы раздел, в котором вы будете с детьми говорить по-человечески. Вот продукты для детей можно придумать, вы сами легко придумываете. У вас как раз в вашем регионе и сказки на ночь, и много чего еще. Развейте это направление. Это очень хорошо можно делать. Чего-то я еще хотела сказать. Ну ладно, следующий кто? Ну чего, давайте дальше тогда. Итак, библиотечное краеведение как ресурс внутреннего туризма. Вот эта тема будет сравнительно короткая и простая. Мой монолог будет не длинный, потому что это одна из тем, у нас еще такие будут, по которым на самом деле в свете того, о чем мы с вами говорили уже, считайте, вот вчера и сегодня полдня, вы легко, может, многое додумаете сами. Итак, почему туризм? Почему сейчас вот это направление не только модное стало, да? Модное, почему оно развивается? Ну, формальная школьная вещь очень простая, потому что нужны массовые мероприятия, нужна статистика чего-нибудь, если в библиотеку не приходят, ну, вот так вот выгнали на улицу буквально в 2013 году библиографов, мощных библиографов Братской национальной библиотеки Карелии. Ну, просто вот сказать, так, все, пошли на выход, там, да, на помер, проводите экскурсии. Библиографы возмутились, главные, умные, которые умеют делать тонкие вещи. Ну, знаете, вот не пропадают умные люди. Они сделали из этого полную красоту, которая называется «Читайте улицы как книги». Вот мы про это будем еще говорить. Умный библиограф всегда найдет, умный краевед всегда найдет, как выполнить указания начальства с максимальной отдачей для библиотеки. Да? Так вот, не только потому, что заставляют, а потому что на самом деле мы возвращаемся к одной из самых эффективных форм краеведческой работы. Я хочу сказать, что в нормальной, вполне развитой Российской империи, где, между прочим, курсы, они назывались родиноведение, на самом деле это было краеведение, были в любой гимназии, в любом реальном училище, в гимназиях особенно, обязательнейшим компонентом была экскурсионная работа. Все там тогда понимали, что мало рассказывать или заставлять детей читать, а были хрестоматии, и была литература, их точно так же гоняли в отдел местного края или в свою гимназическую библиотеку. В любой гимназии было 2 библиотеки, как вы знаете, да? Научная и ученическая. Богатые очень. Гоняли туда и туда, но самое главное, считалось, что надо, чтобы детеныши увидели что-то своими глазами. По поводу увидели своими глазами. Я рассказывала, уже упоминала дважды, что у нас был семинар очень интересный, библиотечное краеведение в мегаполисе. И там я говорила, что социологи, психологи, там был очень интересный социологический опрос, настоящий, профессиональный. И людей спрашивали, значит, если вас заинтересовало какое-то место в городе,
Что вы предпочитаете сделать? Вот что. Если вы думаете, что войти в интернет и найти там, вы ошибаетесь. Мы мало знаем про пользователей, мы мало знаем про психологию краеведческую, да, вот эту, и про поведение пользователей. Мы живем во власти собственных мифов. Нет. Самое главное, с большим опережением по отношению к другим вариантам, но библиотека там на последнем месте, понятное дело, да? Говорила, почему? Это пойти посмотреть. Пойти посмотреть. Это, знаете, тут что? Тонкая психологическая штука, вы поймете. Помните, я говорила, человеку надо связать себя с каким-то местом. Связать себя с каким местом? С престижным местом, да? Я пиариться даже внутри себя хочу. На фоне чего-то такого достойного. Когда ты увидел по интернету, это не стало твоим. Ты его в психологическом смысле, это место не освоил. А вот когда ты дошел, я не знаю, условно говоря, до астральной колонны, да, в Васильевском острове, ты до нее дотронулся, ты связь установил. Она уже в каком-то смысле твоя. Тонкие вещи психологические, но это понятно, да? Люди по многим причинам предпочитают увидеть своими глазами, стать очевидцами, и вот это вот стать очевидцами, это вот те же самые, туда падают, в те же базовые потребности. Вот только так устанавливается связь. Поэтому люди так любят экскурсии. Если бы мы догадались раньше, мы бы раньше начали это осуществлять. А нам очень долго говорили библиотекам, вы того не можете, этого не можете. Вы в библиотеке должны сидеть и говорить мероприятия. Значит, вот нет. Итак, особенность краеведческой деятельности, вот такой туристической, экскурсионной, именно в библиотеках какая? Ведь на самом деле экскурсии проводят масса кто, да? Туристические бюро, да? Ну, когда это все начиналось, вот возникал такой вопрос, а чем мы на чужую поляну-то лезем? Вот хочет человек экскурсию, вот за углом, да? Экскурсионное бюро, иди туда, плати деньги и вперед. Или не плати деньги. Неважно. В чем особенность наша? В том, что вот эта вот деятельность очень плотно, очень тесно, всеми кровеносными сосудами связана со всем остальным. Я вам рассказывала, уже упоминала про екатеринбургские прогулки, да? С одной стороны, это базируется на том, что библиотека собирает, на неопубликованных документах, на семейных архивах, да? На том, что она умеет делать вот интегрированно. С другой стороны, это дает добычу туда же, да? То есть мы получаем, это очень тесно связано со всем остальным. Это для нас продвижение наше? Да. Это для нас возможность получения ресурсов новых? Да, конечно. Это возможность рекламы библиотеки? Yes, да? Со всех точек зрения нам это выгодно. И это возможность, смотрите, как мы можем новых людей привести в библиотеку. Вот как? Мы можем через интернет? Можем. Если мы хорошо сработали, мы сегодня об этом будем говорить. А еще как мы можем? С улицы, да? Идет группа, и человек что-то интересное рассказывает. К нему на самом деле еще примкнет толпа. И если мы не будем профессиональными экскурсоводами, которые говорят, так, вы товарищи не платили, у меня платная группа, не мешайте, отойдите. Я работаю, вот мне заплатили за 15 человек. Если мы не дураки, то мы получим хвосты, которые, если опять-таки мы понимаем, что мы делаем, а мы еще несколько раз скажем, что вот это вот, смотрите, а это вот у нас есть, да? А вот мы приведем людей в библиотеку. Очень мощно в этом смысле работает Некрасовская библиотека в Москве, которая, вот у них, когда День города, у них все библиотеки абсолютно публичные, начинают водить экскурсии по своему району. Отдельный разговор есть, доклады на эту тему. В один день вывешиваются какие-то потрясающие плакаты. Можно, чтобы там люди, скажем, вешали какие-то лайки прямо не в электронной среде, а прямо там. Какое-то идет активное взаимодействие, бурление, они на этом себе зарабатывают огромное количество вновь пришедших людей. Может быть, кто-то отсеется, но какая-то часть, по крайней мере, узнает. Они проходили мимо библиотеки, а тут библиотека вышла, ее не обойдешь по тротуару, потому что толпа. Хоть заметишь. Вот эта система работы, которая не мода, а система, рассчитанная надолго. Что библиотеки могут вот в этой системе? Во-первых, создавать информационную основу. Да?
Мы собираем материал, во-первых, из уже опубликованного. Потому что мы, в отличие от любых других ребят, мы умеем оценивать этот материал. Вот здесь принцип действительно экспертного отбора работает, да? Мы с вами, вы, по своей территории нет ни одного человека, который знал бы больше вас. Опять-таки, могу сказать из опыта, из наблюдений, экскурсоводы во всех регионах пасутся в библиотеках. И библиотекари всегда знают больше, мы не всегда умеем экскурсии провести, да, сами. В том смысле, что мы не знаем этих приемчиков. Нас надо учить. Но материала гораздо больше в головах, и анализа, и вообще всего этого, конечно, у нас. Значит, но вот такого собирания из уже опубликованного, даже при всем вашем уме и таланте, недостаточно для территорий, если они не очень раскручены. Для ваших территорий недостаточно. Значит, вот здесь мы подключаем музейно-архивные материалы, так? И мы поэтому, еще и поэтому, все время работаем так, чтобы именно для этой задачи был материал. Почему через карту снова, почему виртуальные всякие штуки снова, мы обеспечиваем возможность экскурсии. Мы все время думаем в эту сторону. Что важно еще здесь? Нужно уметь использовать чужие материалы. Вот я не знаю, сейчас, если быстро найду, значит, сейчас постараюсь. Значит, я, пожалуй, так говорю. Через интернет. Через интернет. Значит, это я захожу в раздел на сайт Иркутской областной библиотеки, который называется «Хроники Приордалии». На минуточку, электронная краеведческая библиотека, о которой говорили. Вот теперь смотрите, значит, что у нас тут есть. Так, что у нас тут есть? Сейчас. У нас здесь есть ресурсы. Ага, вот. Вы видели? Тропы Прибайкалья. Вы видели? Что сделали добрые люди? Когда библиотека хорошо работает, ей все время что-нибудь несут. Вот вы, те, кто из вас прекрасно работает, большинство, вы это знаете. Им Федерация спортивного туризма, их отделение иркутское, передали, вот тут об этом сказано, около 400, больше 400 отчетов, туристических отчетов по их территории, об экспедициях, о походах по их территории. Вот они пишут очень красиво. Как вы думаете, а туристы пишут отчеты? Те туристы, которым дома не сидится и хлебом не корми, дай побегать и так далее. Так вот, оказывается, чтобы маршрут засчитали, а туристы присвоили квалификацию, то пишут. Значит, они сейчас, оказалось, что по дачам, по квартирам, по отделениям, вот больше 400 таких отчетов по Иркутской области, с фотографиями и так далее. Вот они получили. Вот эти материалы, они еще их не освоили, это тепленькое, свеженькое. Смотреть подробно. Вот у них эти отчеты, подробнейшие, с подробным описанием. Видите, какое длинное описание маршрута? Полный текст, читать. Там все. Зная эту библиотеку, я понимаю, что следующим шагом, они получили только что следующим шагом они вот это все как раз привяжут к местам и к маршрутам. Ценность неимоверная. Я думаю, что у вас тоже есть такая федерация, отделение Республиканской Федерации спортивного туризма. Есть какие-то спортивные и туристические клубы известные, да? Есть какие-нибудь сообщества, которые занимаются именно туризмом. Киньте клич, и вы получите то же самое. То есть вы не только предоставляете информацию свою, но вы еще, пользуясь своим авторитетом, и для себя, и для того, чтобы этим можно было пользоваться, собираете вот такие ресурсы, целенаправленно именно специфически туристические, не только туристические, любые экспедиционные, в том числе научные. Поговорите с вашими учеными.
многие свои материалы, они будут вам готовы предоставить с купюрами или без, вам хватит даже с купюрами. Дальше. Что еще надо делать? Надо формировать кейс. Значит, сейчас, если мы рассчитываем не только на собственные экскурсии, и не так, вот, как говорили в нашем детском саду, на драку собаку, положили материал, кто возьмет, да? Если мы рассчитываем на организаторов туризма, туристического бизнеса, да, на туроператоров, они привыкли брать вот такие материалы, хорошо упакованные. То есть вам надо маршрут разработать, да, или какую-то территорию выбрать, понять, что она продуктивна, и собрать им готовый кейс, куда положить справки, видеоматериалы, фотографии, какой-то материал упакованным, готовым. Такие разработки есть у того же самого Иркутска. Можно попробовать у них запросить структуру этого кейса, отчеты были, доклады были на эту тему, у меня просто нет при себе всего этого. Во всяком случае, можно даже написать. Ну, или вот я попробую у них, так сказать. У них эта тема шла, они договаривались, разговаривали с местными туроператорами, чего им надо, в какой форме удобно. Вы можете ничего этого не делать, а поговорить со своими туроператорами. Вот здесь, в Сыктывкаре, скорее всего, какие-то фирмы есть. Спросите у них, в каком виде они хотели бы получить такие материалы. Обычно останавливают работу туроператоров, вот так, по республике, по области, останавливает не столько недостаток такого рода материалов, сколько неналаженная инфраструктура. Туристов надо где-то кормить, туристов надо где-то спать положить, да? Туристам нужно обеспечить медицинскую безопасность, там, да, и всякое прочее. Но на самом деле, вот это с этим трудно, это не от нас зависит. Но вот если мы показываем, что вот есть такие маршруты, и они пользуются спросом, и в принципе тут много интересного, хотя бы попытаться вот этим заинтересовать, потому что опыт такой есть. Мне очень нравится пример. В 2012 году в Архангельске выступала сотрудница филиала, я не помню, говорила или нет, сотрудница филиала одного совсем, вот село там где-то, да, депрессивная территория, волость совершенно уже чуть живая, уже работать некому, ничего нет, да. Она взялась раскручивать свою территорию. Она нашла материалы о том, какие тут были промыслы. Она нашла информацию о местных обрядах, о людях. Нашла. Сама ей Архангельская областная библиотека помогала. Много чего было. Нашла. Дальше долго рассказывать. Потрясла там местных всяких людей, кого можно было. Они восстановили кузню, там была замечательная кузнечная. Они там что-то еще восстановили, там варежки, что-то еще. Сейчас это объект областного туризма. Вот идет речь о том, чтобы туда можно было возить иностранцев, которые приезжают в Архангельск. Народ поднялся, там появились рабочие места вот на этом деле. Вот эта тетенька смешная, вот такого вот росточка, вот такая вот, да, она спасла свою депрессивную территорию, на нее там молятся. Иди еще что-нибудь там поищи, да. Серьезно, вот туризм. Дальше. Разрабатывать экскурсионные программы. Можно с привлечением волонтеров и просто пользователей сети. Экономлю на том, что мы видели. Помните Вологодскую карту, да? Пожалуйста, вариантов тьма. Очень несложно. Еще варианты. Школьники Рязани проводят экскурсии, готовят с помощью областной библиотеки, проводят экскурсии каждый по своей улице. Но не по длинным особенно, да? Причем это ребята 8-9 класс, это не самые старшие, по своей улице, причем проводят для жителей. Там не для своих одноклассников, да, впрочем, для жителей. Пользуется успехом это дело. Еще вариант. Значит, есть у нас детская библиотека «Филиал», такая специализированная петербурговедческая, в центре, на улице Марата. Что они делают? Для детишек и их родителей. Считается, что для детишек, ну как бы вот на самом деле для родителей. Сближающая ситуация. Значит, я не помню, как это называется. По-моему, это называется «Дорога к дому» или там наоборот, да? Не помню. Но это, правда, Питер, где каждый дом говорящий. Ребенку надо проложить, выбрать, придумать маршрут вместе с родителями от своего дома до библиотеки. Ты можешь петлять, это он не должен быть самым коротким, но ты выбираешь такой маршрут, вдоль которого у тебя много будет интересного чего рассказать.
Библиотека, разумеется, помогает. То есть они приходят в библиотеку с мамами, с папами, с бабушками, сидят, думают, обсуждают. Роскошная задача туристическая, да, такая экскурсионная. Вот. Еще варианты. У нас, опять же в Питере, волонтерские такие задачи. Улицы для нас очень много, у нас бывает и про дом можно день рассказывать. Значит, человек берет какой-то дом, и они делают составные маршруты. Этот взял вот этот дом, а этот вот соседний или через дом, они вместе, и каждый рассказывает про свое. Они стоят, это очень интересно. Они в какие-то моменты, вот они делали дома, связанные с Лермонтовым, когда было 200-летие, они стоят с воздушными шариками большими, на которых логотип библиотеки. И от пункта к пункту. Вот меня видно здесь, да? Вот я про это. А дальше вот видно, а вот следующий шарик. Идите, там про следующий будет. Масса возможностей такого рода. Молодежное экскурсионное бюро, разработка маршрутов. Вот я говорила вам про Кумертау, да? Молодежная видеостудия, вот это вот, 102 Кавиолета. Такие же молодежные экскурсионные бюро, которые занимаются разработкой таких маршрутов. Существует очень много где. В Кировской области, в Алтайском крае, много где. Это очень хорошо работает. Дети пристроены, вот эти подростки, да, пристроены, им интересно. Это статусно, потому что они делают не шуточные маршруты, это не себе друг другу показать. Они такие водят экскурсии серьезные. Что еще? Вот это понятно, да? Дальше. Осуществлять краеведческую разметку самой территории. Вот это сравнительно новое что-то. Смотрите, нам мало просто рассказать про территорию. Если мы хотим, чтобы у нас получались экскурсии, а бывает, что это, поскольку не все город Питер, да, не везде, там прям вот тебе поставили вот тут астральные колонны, а тут Александровская там колонна, а тут, я не знаю, капелла, а тут еще что-то. Нужно создавать объекты, которые станут экскурсионными. Помните, я говорила про имидж, да? Как поменять имидж? Мало просто рассказать, надо опереться на какие-то вещи, которых тут не стояло. Самый простой вариант и не самый интересный, хотя и такой действительно простой, это Челябинск, Волгоград, Победа, я уже говорила. В рамки проекта входит не только создание продукта, его стоит посмотреть, там интересно пообсуждать. Была бы возможность, мы бы его просто порассматривали и покритиковали вместе, но может и будет сегодня похожий вечер. Вот. Но туда входит установка по городу, расстановка таких вот табличек, к домам крепить очень часто нельзя, а рядом, да? Таких табличек спонсоры помогли, где что-то об этом рассказано, QR-код, и ты можешь посмотреть, почитать, а самое интересное, через QR-код воспользоваться. Подергайте моего коллегу, когда он приедет, дополненная реальность. Я навожу вот на этот QR-код свой мобильник, или там планшет, или что-то, и я вижу, что здесь было. Вот у меня, я смотрю на современный дом, а вижу перед собой в мобильнике, да, дом в 1942 году, какой здесь стоял, и как здесь очень была записаться на фонд. Потрясающая штука. В другом случае, в одном из проектов, о котором я вчера рассказывала, надо показать, что город литературный. Взяли, нашли, что в одном месте тут жила такая вот, ну, пара такая, оба поэты, он и она. И известно, что вот они любили здесь сидеть. Там была деревянная скамеечка. Скамеечки 100 лет нет. Делается штуковина, которая называется литературная скамья. На ней можно теперь сидеть долго, она не сломается, она металлическая. Это объект. Вот так можно по городу, договорившись с властями, создавать объекты. Нет денег на металлическую скамью красивую, да, которая что-то там на ней есть. Ребята, пермский опыт. Возьмите, проложите по городу, по асфальту, разрешите, чтобы вам разметку сделали. Где вот ты идешь и на улице, да, и что-то на асфальте, маршрут какой-то, да, обозначен. Красным цветом такой, зеленым такой. Что-то написано интересное. На тротуаре можно, по проезжей части нельзя. Библиотеки очень активно, по-разному, разнообразно размечают краеведением сам город. Власти, как правило, на это идут. Это редко стоит больших денег. Как правило, еще находятся, кстати говоря, местные спонсоры, промышленники, которые за то, чтобы сбоку на литературной скамье было написано, что это подарок городу от Ивана Ивановича Иванова, да, ну, сделают им это копейки.
Ну вот, например, проект Соломбальской библиотеки Архангельской с именем Шергина, знаменитого. Вот, значит, там под это дело, под имя Шергина, аллея, целая аллея создана, посадили деревья, Шергинская аллея сейчас есть. Повод рассказывать, есть куда привести. Ну и так далее. И так далее. Ну, организовывать и проводить экскурсии. Да, вот мы говорили, как разрабатывать, организовывать и проводить. Для разных целевых групп. Я говорила уже некоторые, называла возможности. Для инвалидов, вот я бы называла, да, проект, для инвалидов. Они могут быть разные, совсем не обязательно автобусные. Например, в славном городе Новокузнецке. Конечно, сейчас этого нет. Для инвалидов-колясочников устраивали экскурсии по городу. Значит, договаривались с милицией, полиция, перекрывала на это время, пока они идут, перекрывала улицы. Почему перекрывала улицы? Потому что знали по первым опытам, что за этими инвалидами пойдет толпа неинвалидов. Ну там же мегафон, там слышно, да, все? Пойдет толпа неинвалидов. И они будут счастливы, что им рассказывают то же самое, что инвалидам. Безумно интересно. Вы знаете, как эта экскурсия поменяла в городе отношение к инвалидам? Понимаете как, да? Вот это делается для инвалидов. Они в этой экскурсии на первых местах на своих колясочках едут, да? Их там кого-то там из них везут. Зависть, вот к инвалидам, зависть, потому что их вот так вот, им так вот рассказывают и показывают. С инвалидами нам надо научиться работать. Еще раз хочу обратить ваше внимание вот на эту совершенно замечательную разработку Новосибирской областной библиотеки для слепых. Я говорю руководство по работе с инвалидами. Давайте я пришлю сюда коллегам, да, я боюсь, что я не скачала из дома. Ну, или можете найти. Анна РБА, наверное, будет утверждаться. Там масса полезных советов, как, что делать, скажем, для слепых и слабовидящих. Могу сказать, что, посмотрите, пожалуйста, есть как минимум 3 электронных продукта Красноярской библиотеки для слепых. Красноярск театральный, Красноярск, я не помню, не православный, а какой-то вот церковный и какой-то еще, да, которые сделаны с учетом того, что это люди незрячие, и что им нельзя говорить, посмотрите направо, посмотрите налево, они не могут посмотреть. Но можно делать абсолютно полноценные экскурсии для них, которые будут им видны по-своему, да? Еще последнее, о чем надо сказать. Создавать виртуальные экскурсии как вид краеведческих информационных продуктов. Я говорила о том, что, ну, мы говорили сегодня, да, про то, что это продолжение работы с картой. Такие экскурсии безумно интересно создавать вот именно в рамках дополненной реальности. Вот когда ты можешь одновременно увидеть то, что на этом месте было. Будет секунда у нас сегодня или завтра, покажу, найдите, пожалуйста, кисть истории, такая штука. Ну, или будет перерывчик, покажу, да? Не обязательно для этого использовать сложные технологии. Достаточно получить фотографию. У вас есть открытка вашего города, или вашего села, или фотография какого-то старого времени. Попасть точно в этот ракурс, сфотографировать ровно так, как там, но это потребует времени, это может быть там пара часов, да, поймать момент. Но дальше, когда вы совмещаете, вот знаете, к вам ходить будут, я не знаю как. Я сама, мне показали это в кемеровских библиотеках, я сижу иногда играю, стыдно, старая тетка уже, не могу, интересно. Покажу. Хорошо, напомните кисть истории или напомните сами. На всякий случай. Это библиотеки города Кемерово. Там система, не той кемеровской библиотеки. Найду, покажу. Значит, для этого вот нужен хороший фонд изображений, ну а все остальное у вас есть. Значит, вот это то, что я имею. Да, и последнее. Очень хорошие штуковины, очень хорошие результаты дает партнерство с партнером. Прошу прощения. Смотрите, что проект был такой, как раз 189 из тех 189, что я посмотрела тогда 2 года назад, назывался «Прогулки по Челябинску». Это не просто экскурсии. Это экскурсии с заходом в театры, с заходом в кинотеатры, с заходом куда-то еще, куда обычно не пускают. Причем с заходом в театр не в холл, да? А это экскурсия, когда тебя пустят в театральные
закрытые пространства. Когда ты увидишь изнанку, договариваются с партнерами, и вот такое очень здорово стоит. Последний шкурный аспект, прошу прощения, опять получается дольше, чем следовало бы. Я говорила о Карелах. Читайте «Улицы как книги». Все эти экскурсии, как правило, бесплатные. Есть одна мелочь. Ну, такая жизнь, такая жизнь. Они поставили условия с 2013 года, и, по-моему, чуть очень скоро, они поставили такое условие. Мы берем на эти экскурсии всех читателей библиотеки. И чтобы народ не отпугивать, там рядом прямо записаться в библиотеку на сайте. Записаться в библиотеку – это 1,5 минуты. А поскольку у них экскурсии потрясающие, народ записывается в библиотеку. Это абсолютно по-честному, экскурсии бесплатные. Да, я забыла сказать, что там, где есть конкуренция, вот Карелия, Петрозаводск, там есть конкуренция, там туризма много. Где наша ниша? С кем мы работаем? Мы работаем с местными жителями. Для них экскурсии не проводятся обычно, они не будут платить, денег нет, да? Мы работаем для семей местных, особенно семьи с детьми. Мало какой ребенок выдержит так, как обычно это проводится в жестком режиме, да? А библиотека готова ориентироваться на экскурсии для семей с детьми. Мы работаем на одиночных туристов, как это, не системных, да? Которые вот охотно будут такое вот получать. Мы работаем на категории людей, для которых это важно, для пенсионеров, ну и так далее. Все, коллеги, вот по этой теме я сказала все, что хотела. Вот дальше тогда, да, или вы что-то спросите, или мы комментируем по этому поводу, не по этому поводу, а по этой теме, слушаем дальше, да? Давайте дальше. Так, итак, у нас сейчас поступление. Значит, Светлана Геннадьевна Свидерская, экскурсионный маршрут «Судоверфь и обильное рабство». Садитесь, пожалуйста, сюда, вам здесь будет комфортно. Да? Сейчас я выключу вот это. Ну и, пожалуйста, надо демонстрировать. Закрывайте. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня я готова вам представить наш проект, который находится в стадии доработки. И это немножко как бы частичка нашего проекта – разработка экскурсионного маршрута «Судоверфь, корабельное рабство». Но поскольку библиотекари, конечно, асы в поиске информации, хочу сказать сразу, может быть, это хвала нам всем, да, сотрудникам библиотек. Благодаря именно общим усилиям библиотеки Центральной библиотеки, да, библиотеки филиала поселка Рустаново, мы смогли сообща собрать, нам, как казалось, да, был такой необъемный материал, который касался поселка Рустаново. Но когда мы только прикоснулись к нему, и как только начали работать с ним, начали искать, оказывается, что все-таки пласты мы только начали открывать. И поэтому то, что я сейчас вам представлю, да, это, я так думаю, скорее всего, начало большой работы, большого пути. И причем надо отметить, что поселок Рустаново, это как бы отдаленно Троицко-Печорск, находится на другой стороне реки Печора. И как бы опыта проведения экскурсий по поселку такого еще не было. Мы проводим уже более 11 лет в родном поселке Троицко-Печорские экскурсии. И тематические, и исторические, разного характера, как бы в этом плане опыт есть. А теперь я желаю вас пригласить и посетить страницы живой истории и погрузиться в забытые события. Потому что думаю, что для многих из вас поселок Рустаново ни о чем не говорит. Поселок и поселок. Представьте, что вы находитесь на печально известной многострадальной земле бывшего лагерного поселения Судострой, который существовал здесь с 1934 по 1942 годы. Самое интересное, что это поселение существовало на живописном берегу реки Печора. Берег замечательный, красоте сосны замечательные, но судьба оказалась другой. Первоначально поселок назывался Судостроем. В 60-х годах он значился уже как райком-комбинат. Современное название Рустаново обрел в 1976 году в честь русского арктического исследователя Владимира Рустамова. Надо отметить, что Судострой был первым в Троицко-Печорском районе лагерем за колючей проволокой. И он являлся главным поставщиком барж для перевозки каменного угля из Воркуты. Вместе с политическими заключенными здесь сидели
убили матерые уголовники. И дело, конечно, истории рассказывали тоже страшные. Старинная помесь село Пукчи и построенные руками заключенных судострой были тесно связаны между собой. По-географически они находятся друг напротив друга. Самой Пукче отводилась роль перевалочного пункта. Измученных тысячекилометровым этапом из Нарьян-Мара людей размещали по избам, а также в здании бывшей церкви. Летом их привозили просто на баржах, везли как скот. А зимой этапы добирались сюда пешком, естественно, очень много погибало в пути. И после недолгой передышки заключенных переправляли через реку Печору в тайгу. И начиналась для них новая жизнь в землянках, в длинных бараках нового поселка. И решение о строительстве лагерной зоны было не случайным. На противоположном берегу Пукчи были огромные массивы корабельной сосны, которая была так необходима для постройки баш. Наш экскурсионный маршрут сюда вверх, корабельное рабство, пройдет по территории бывшего лагеря. Перед вами карта-схема маршрута, которая была составлена местным краеведом из поселка Рустана и учителем истории Александром Логиновым. Вот эта карта, она, наверное, была как толчок у нас для того, что какую информацию мы должны искать более подробно. И нам предстоит пройти 10 объектов. Вот перед вами 10 объектов, потом я вас познакомлю с ними поближе. Итак, первая остановка. Хочу отметить то, что для того, чтобы добраться до поселка Русана, мы доехали до села Пукчи на автотранспорте, затем на лодках переправлялись на ту сторону реки, и на самом берегу начиналась наша экскурсия. Итак, первая остановка, которая была непосредственно на берегу реки Печора, это первая производственная зона. В лагере трудились до 2000 человек. Они валили лес, собирали смолу, строили бажи, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды для нужд лагеря. И лагерь был разделен на 3 производственные зоны. Вот эта первая производственная зона, здесь строили сами баши, ради которых и был создан лагерь. Пукчинская судоверфь была построена к концу второй пятилетки, очень быстро, с 1933 по 1937 года. И баши были двух видов: трюмные, это грузили в трюмы, и палубные, грузили на палубу. Тоннаж баш был до 900 тонн и делали ее из 50-70 миллиметровой доски. Здесь же была построена электростанция, работы вели здесь смены, баня, техсклад, инструментальная мастерская, эстакада, столярный цех, лесопилка, сушилка леса, бревнотеска, лесобиржа. И самая трудная работа была конопатка баш. Вот перед вами будет фотография, которую старого времени мы нашли. Естественно, на презентации, может, ее не так видно, вот в правом верхнем углу. Это фотография с тех времен. Конопатели промысленно копатли трижды. Один заключенный держал металлическую конопатку, а другой бил кувалдой. Перед вами внизу, вот здесь, вот, может, фотография не так, конечно, видно, да? Есть небольшой ручей, который протекает через весь поселок Русаново. И каждой весной этот ручей заливает всю нижнюю часть берега реки, и весеннее половодье с помощью пароходов готовые бажи стаскивали на воду, и по большой воде бажи переправляли до Воркуты. Печора до сих пор не дают нам забыть об этих событиях ужасных, и постоянно вымываются какие-то разные железные изделия, которые применялись для строительства баш. Они до сих пор люди их находят, и даже во время нашей экскурсии, один из гостей экскурсии, который был, люди приехали из Сыктывкара, он нашел большущий гвоздь, и был очень горд вот этим, и как бы очень доволен. Обратите внимание, на фотографии за деревьями вот стоит фрагмент моста. Это мост, который строили заключенных. Остаток этот все он еще как бы заметен, то есть можно увидеть, потрогать своими руками. В 1942 году лагерь закрыли, заключенных вывезли на ими же построенных башен в Воркутинский лагерь, забрав с собой только оборудование электростанции. И теперь постепенно мы с вами идем к следующей остановке маршрута, так называемая станция контора. На этом месте стояло административное двухэтажное здание конторы. Оно также относилось к первой производственной зоне. В бывшей конторе лагеря в 1946 году открывали судоверфскую 7-летнюю школу. Недалеко от конторы находилось здание теплопункта. Вот перед вами кадры того времени, и кадры уже гораздо новее. Вот, причем на самой нижней фотографии, как я потом выяснила, что мой папа, учившийся в Русановской школе, он есть на этой фотографии. Тоже была уже догадка, что мне самой стало гораздо интереснее этим заниматься. Третья
Следующая остановка – это центр. Мы с вами находимся в центре лагерного поселка. На фотографии вы видите, как выглядело это место. В центре зоны был открыт клуб, в одном из помещений которого расположилась библиотека-читальня. В лагерном заключении находились представители творческой элиты 30-х годов. Это поэт Ярослав Смеляков, писатель Николай Асанин, журналист «Комсомольской правды» Матвей Грин, режиссер Николай Мостарский, балерина Наталья Гинчик, артистка Ольга Клинская. По лагерю ходила эпиграмма, которая была написана поэтом Ярославом Смеляковым. Им высший свет был много ближе, знавали весь помон страны, мечтали жить под крышами Парижа, но вот живут у колчинской сосны. И действительно, у колчинских сосен из них сделали рабов. Но политзаключенные достойно несли свой крест, изнуренные тяжелой работой, они по возможности продолжали делать то, чем они занимались на воле. В лагерном поселке была организована культбригада. Культбригада представила спектакль «Чужой ребенок» Шваркина, чеховский водевиль «Медведь». Ставились концерты, одноактовые пьесы на местные темы, которые писали Николай Астанов, Матвей Грин, а также украинские писатели Остап Вишнев и Владимир Гжицкий. Выходила, самое что интересно, выходила газета «На верфи». Она выходила 6 раз в неделю тиражом, 550 экземпляров. Делали ее поэт Смеляков, писатель Асанин и журналист Грин, которые вместе с конвойным жили в избе Троицко-Печорске и работали при районной типографии. И как мы были рады, когда на районном музее нашем нашли несколько номеров этой газеты, и, конечно, это вот все в кейсе экскурсионном мы показывали нашим экскурсантам. Ну, как вы, наверное, тоже многие знаете, что Матвей Грин, он журналист, эстрадный драматург и публицист, он дружил с Лидией Руслановой, он писал тексты для всех великих эстрадников, в том числе для Аркадия Райкина, для Брунова, Тарапульки и Штепселя и очень многих других известных артистов того времени. Много лет Грина связывала дружба с Райкиным. При их последней встрече в тяжелобольной Райкин сказал Грину: «Матвей, ты обязательно должен написать о жизни советских политических лагерей, о театре в зоне, как искусство в то страшное время помогало людям выжить и остаться людьми. Это твой гражданский долг». Матвей Грин, конечно, выполнил завет великого артиста, написал книгу «Театр за колючей проволокой», но, естественно, она осталась неизданной. Но пока мы никаких концов краев пока не нашли, хотя бы где-то может прикоснуться. Как ни парадоксально, такого рассвета культурной жизни Троицко-Печорский район, пожалуй, никогда больше не знал, ну и думаю, наверное, вряд ли, конечно, у нас будут такие звезды в нашем районе. И я предлагала вам продолжить наш маршрут. И мы на остановке Голубой Дунай. И здесь мы сделаем небольшую остановку. И обратите внимание на это здание, которое было построено руками заключенных. До настоящего времени оно является жилым домом. Это типовое здание того времени, в нем жили вольнонаемные работники. И именно на фотографии запечатлен момент строительства дома. Рядом с ним находится здание под названием Голубой Дунай. Сколько мы пока не искали, почему же все-таки Голубой Дунай и Нина Русанова, мы так пока вот не нашли вот этих корней, потому что мнения расходятся, поэтому мы пока-то не указываем этих данных. Но до 92-го года здесь располагалось новоселийное общежитие. Также в этом районе было здание пивоварни для заключенных. И опять же мы встречаем здесь, потом пройдя через ручей, который проходит через весь поселок Русанова, и мы идем по маршруту и подходим вот к такому месту. Обратите внимание, это остановка Колодец. И в самом начале маршрута, помните, я говорила вам про фрагмент деревянного моста. А это здесь еще фотографии, конечно, очень трудно показать, вот ручей летний, потому что осенью, весной он размытый. И здесь тоже был точно такой же большой мост, как и тут на берегу. И так, надо отметить то, что в газете «На верфи» был опубликован очерк Матвея Грина «Герой праздника» 7 ноября 1936 года. Этим героем назван электрический свет, который в нашем районе вспыхнул именно почему-то на Судоверфи. В нашем районе появился свет. И вот что писал Грин. Год назад, в день Великого Октября, мы, путаясь в бушлаты, шли по подмосткам, освещенным керосиновой лампой, и звонко пели: «Тут никогда и нигде не пропадет». И мы не пропали. Если раньше у нас на 1000 человек был всего один барак, сегодня он служит конюшней, где помещалось всего 84 человека, а теперь вырос целый городок из 20 бараков. Двигаемся дальше по маршруту. Вот остановка «Сознание выплаканных слез». Недалеко от этого места находится
находится так называемый Кулацкий поселок. Там была вторая производственная зона, сельхоз. Часть сельхоза находилась на этом берегу, но большая часть на противоположном. Леса, прилегающие с юга к селу Богча, были вырублены, и на разработанных полях выращивали картофель, турнеп, капусту, огурцы. Сеяли рожь, обеспечивали себя ржаным хлебом. И перед нами вот это такое, посмотрите, как бы оригинальное дерево, это сосна. И у этой сосны есть свое название. Ее назвали так негласно «сосна невыплаканных слез». Посмотрите внимательно, ветви очень такие странные, как будто бы они выкручены. И это надо отметить, что когда находишься вот именно рядом с этим деревом, от него идет какая-то энергетика такая, как будто бы ты не можешь смотреть на него без жалости, и это дерево, словно бы, оно впитало в себя все то, что происходило в этом месте. Потому что это дерево тех времен, и как бы сосна стала символом скорби и памяти, но как бы ни было трудно, надо было оставаться людьми. И как трижды зэк Советского Союза и на склоне лет лауреат, тот, за кем классическая муза шла, не спотыкая самый ад. Так написал Илья Ханяков о друге поэте Ярославе Смирякове, который 15 лет провел в лагерях Республики Коми. Но вам, скорее всего, Ярослав Смиряков, он больше известен по стихотворению «Хорошая девочка Лида», который декламировал студент Шурик из Гайдая «Операция Ры» и другие приключения Шурика. Надо сказать, что в этом фильме там информация идет отрывка. И когда мы, сообща с нашими гостями, участниками экскурсии, читали вот это стихотворение полностью, конечно, как бы среди гостей, как участников экскурсии была молодежь. Им это тоже было интересно. И было увидеть, услышать что-то новое. И, конечно же, это стихотворение знала наизусть вся страна, и дело в том, что Смеляков написал его в 1940 году, и оно считается одним из лучших его стихотворений. А теперь мы с вами обращаемся и идем к другому маршруту в остановке, это конюшня. На этом месте стояли конюшни, которые были тоже построены руками заключенных. По направлению дороги находилась третья производственная зона. Заключенные, занятые на лесозаготовках, жили непосредственно на месте работы. Условия были адские, труд был адский. Раз в неделю приезжал нормировщик, принимал работу, древесный уголь, смолу, подготовленную древесину, заготовки для шпангаутов и гиля для баш. И только после принятия вот этого всего, после заключенных получали продукты питания. Естественно, если что-то было нарушено, шло не так, продукты питания, конечно же, урезались. И в окрестностях Рустама до сих пор можно встретить полуразвалившиеся землянки, развалины бараков, множество огромных печь-ям, где получали древесный уголь для кузин. И сейчас мы пройдем с вами, как будто бы зрительно пройдем по гору, это замечательный бор. Но дело-то в том, что этот бор, он ведет к кладбищу. И кладбище – это такое место, очень многие заключенные, жившие в ужаснейших условиях, умирали задолго до естественного конца. И за спиной, конечно, там было кладбище для заключенных. Но об этом ничего не напоминает. Со временем власти сравняли это место все с землей, и общая численность захороненных здесь заключенных, она неизвестна, ее не удалось установить. И по словам одного из старожилов, один из этапов заключенных, состоявших в основном из румын, он сравнил с белыми лебедями. Были все в белых одеждах, как лебеди, так все здесь и полегли. То есть из румынов не выжил на тот момент никто. И надо же, хотела бы так вот тоже поделиться, когда пытались фотографировать вот это место, камера выключалась. Вот не раз пробовали с разных вот ракурсов, разных аппаратур, мы так и не смогли вот почему-то, ну, видимо, настолько вот эта вот энергетика такая. Но мы с вами продолжаемся, и по маршруту это вышка. Мы обошли, как бы образно с вами обошли всю территорию лагеря. Естественно, мы это все проходим пешком. Ну, как бы, пока попутно идем, везде идут комментарии, везде показываем фотографии, ксерокопии, все, что мы можем показать, так называемый кейс, он в данной ситуации выручает. Но у нас кейс это была такая объемная папка наиболее важных и ценных материалов, которые шли дополнением к экскурсиям. И так, территория лагеря была ограждена 6-метровым сплошным забором из горбыля, за ним растиралась широкая песчаная полоса, чтобы на случай побега можно было обнаружить следы. По углам изгороди стояли вышки с вооруженной охраной. Внутри зоны было со временем около 20 бараков, изолятор,
который тоже охранялся с вышки, и он тоже был зоной. И примерно, ну вот как на карте нам указано, примерно в этом месте стояла вышка. А теперь мы с вами отправляемся к конечной остановке нашего маршрута. Это 10-я остановка Бакинщик. И вот как раз фотография, этот дом Бакинщика, он до сих пор в отличном состоянии. Перед вами фотография, это фотография даже того времени, но дом вот сейчас он в таком виде. Каждое утро Бакинщику надо было проверять глубину и ширину хода, поставить бакин. В 1935-1937 годах в этом доме проживал командарм гражданской войны Константин Алексеевич Авксентьевский, советский военачальник, кавалер 3 орденов Красного Знамени, соратник Фрунзе. Он был в числе любимчиков Сталина. И о нем даже Будённый писал свой мемуар, это был талантливый военачальник. В феврале 1931 года Константин Авксентьевский был уволен из рядов РКК, бессрочный отпуск по причине алкоголизма. Так он оказался в наших краях. В поселке Судострой Константин Алексеевич занимал руководящую должность. Под его руководством Судоверск гремело на всю страну скоростями стройки. За лето 1937 года было спущено на воду 17 баш. Со средним сроком постройки 41 календарный день. То есть за одну башу за 41 день они уже все было готово. Конечно же, такая скорость достигалась круглосуточной каторжной работой заключенных. Но все-таки этот лагерь считался образцово-показательным, так как имелось двухэтажное здание конторы, собственное электричество, были налажены скоростные постройки баш, выходила собственная газета на верфи, была развита художественная самодеятельность. Но все-таки это был лагерь. А теперь хочу с вами поделиться буквально пару фотографий с экскурсии, которую мы проводили 13 августа 2016 года для гостей из Сыктывкара. Вот можете посмотреть, например, мы находимся на берегу, и как раз кейс, благодаря кейсу мы показываем фотографию баржи, вот, ну, в руке вот баржа с этой стороны, как бы правая верхняя фотография. К сожалению, тут плохо оно видно. Но мы как раз, нам удалось найти то место, вот так вот, где есть старая фотография, где сфотографирована баржа, и как это место выглядит сейчас. Но самое удивительное, что деревья, они контур сохранили, и полностью вот это все совпадает. И так делали во многих местах. Фотографии сопоставляли именно с настоящим временем. И вообще в течение всей экскурсии возникало очень много вопросов от тех, кто участники экскурсии. И, конечно же, благодаря тому, что библиотекарь библиотеки поселка Рустамова, она сама очень много подняла материалов по поселку, собирала очень множество воспоминаний. И дело в том, что она сама очень хорошо ориентируется в этом пространстве. Единственное, очень жалко, что она у нас уехала. В августе мы проводим экскурсию, в сентябре она уезжает, переезжает в другое место жить. Но основа разработки этой экскурсии – это Мороз Марина Васильевна, это зав. Отделом обслуживания Центральной библиотеки, которая непосредственно напрямую и работала с Кутелевой Валентиной Кирилловной, это их общая заслуга. И как бы должна была выступать Марина Васильевна, конечно, она, может, больше могла бы вот еще что-то дополнить. Вот, пожалуйста, фотографии, вы даже видите эмоции людей. Вот мы фотографируемся у сосны, показываем фотографии сосны того времени. Вот у дома Бакинщика мы зажигали, поскольку это была конечная остановка, мы зажигали вначале, вот как и, Бакинщика, этот фонарь Бакинщика, да, и затем от этого фонаря каждый участник экскурсии зашел поминальную свечу. Мы сделали этот ритуал, как бы прощальный, можно сказать, ритуал. Вот даже фрагмент проволоки на нижнем, левый нижний угол, да? Там до сих пор, вот возле того моста, который был построен, есть фрагмент колючей проволоки, которая загораживала именно саму зону. Ну и наш экскурсионный маршрут подошел к завершению, и закончим его словами Ярослава Смелякова. История не терпит суесловия, трудна ее народная стезя, ее страницы, залитые кровью, нельзя любить безумной любовью, и не любить без памяти нельзя. Может быть, есть какие-то вопросы? Алина, вопросы? Хочу сказать, что вот экскурсионный маршрут, он, конечно, дорогой. По Рустаму мы провели, пока это была первая экскурсия полная. Да, поэтому работа у нас... Как народ добирается до ваших краев? Дело в том, что сейчас у нас при управлении культуры начинает развиваться, у нас есть методический центр, который начинает развивать туризм в нашем районе. И получается, что благодаря им они
как бы гости приехали к ним по другим маршрутам, потом было предложено попробовать участие в нашем маршруте. И вот таким образом они приехали своим транспортом, кто-то был из Сыктывкара. Люди были разные, возраст разный, уровень образования разный, поэтому надо было варьировать между ними, потому что кому-то надо сказать более дословно, спокойно. Где у вас там? Я просто думаю, Нет, дело в том, что люди приезжают на Троицко-Печорску. В самом Троицко-Печорске есть гостиницы. Да. Автотранспортом доехать до села Пухчи, это около часа. Ну как, может нет, даже вы меньше. автотранспорт тоже организуете? Я, например, люблю экскурсии. Дело в том, что вот это через управление культуры, да, через них это идет. И скажу даже в Пухчу мы заезжаем не просто так. Мы, получается, заезжали в Пухчу, там разработан еще турпродукт, ну как бы не наш, а продукт уже управления культуры. Это все продумывается. То есть до Пухчи автотранспортом, потом на лодке. Естественно, потом мы возвращаемся обратно в Пухчу, там их кормят, там экскурсия по музею, мини-музею. У вас вы с музеем? Нет, надо сказать то, что мы брали только материалы частично, так это как бы разработка библиотеки. Скажите, пожалуйста, Светлана Геннадьевна, а как вы себе, я понимаю, что это вот заготовка, это самое начало, как вы себе представляете, как это должно выглядеть, когда все это будет готово? Да, вот как вы хотите это представить? Дело в том, что как бы, пока вот мы собирали все эти документы, мы думали, может быть, бумажный вариант, да? Вот может быть и водитель, может что-то такое. Но, скорее всего, я так думаю, мы, наверное, придем и к электронному ресурсу, потому что опыт создания электронного ресурса, например, по памятным местам Троицко-Печорска у нас есть. Как бы, может быть, конечно, да, свои там плюсы, минусы, где-то что-то, мы учимся, мы дорабатываем. И пока окончательный вариант, вот, что именно путеводитель будет в бумажном варианте, да, например, или путеводитель будет в электронном варианте, как большое издание. Естественно, маленькие путеводители, которые раздаются туристам, это, ну, это уже само собой полагающееся. Конечно, коллеги, вот бумажный, я думаю, что он нужен будет, но только не сразу. Вообще ход мысли, давайте наоборот. Сначала электронный ресурс, да? И, во-первых, пускай он отвисится, отработает свое, а во-вторых, он вам поможет добрать материал, да? Вы получите еще материалы. Вообще вот этот вот материал, который коллеги собрали, он тянет на очень хороший, очень большой, настоящий, полный продукт. Вот это, я понимаю, что вот это так презентация для нас. Для нас с вами просто посмотреть, какая тема, да? Материалы тьма, имена задействованы великие, да? Чего очень хочется, чтобы он был многослойный в том плане, что, ну, конечно, карты там это понятно все, да? Ну, вот это было бы, вот это вот план этот замечательный, чтобы он был фоном, да, таким, и там вот эти, чтобы было. Ну, это чтобы для того, чтобы Не зрительно показать то, что вот. Ну, смотрите, слой 1, собственно, описание истории вот этого вот, да, события, хроника, да, и опять как можно сделать? Так, чтобы эта хроника не выглядела. Смотрите, стоп, сначала хроника, да? Потом география, понятно, вот на основании вот этот слой. Дальше люди. У вас, во-первых, у вас имена, так? Во-вторых, от этих имен можно привести или наоборот отдельно воспоминания, записки, документы. Вы пробовали связаться вообще с теми, кто точно там сидел? Списки пробовали получить тех, кто там был? Дело в том, что какой материал мы представлял наш музей, то, что он по спискам директора, но это частично. Конечно, смотрели еще мастерлоги. Остап Вишня, он же у нас в сидел. Да. У вас это не у нас сидел. Потому что мы тоже Остап Вишня у нас сидели. Нет, но в тот период он находился на межпорожнем отделе, Жена Калинина и еще кто-то. Значит, смотрите, коллеги. Потому что еще разбираться. Конечно, в мемориале нужно смотреть на эти списки, но вообще не худо бы с ними просто связаться. У вас довольно сильное отделение мемориальское, да, в крае. И можно с нами, у нас есть такой центр возвращенные имена, это не то же самое, что мемориал, это, да, можно попробовать через нас. Надо для начала попробовать восстановить полные списки тех, кто сидел, насколько можно будет. Это можно попробовать через архивы ФСБ. Нужна будет консультация, обеспечу, потому что у нас есть кого спросить, да, по этой теме. Она ваша общая, поэтому, может быть, действительно ее надо написать так, чтобы для всех, да, чтобы вы знали. К сожалению, она, вот, ваш край маркирован, да, вот этим, так же, как это. Сейчас мы только маленькую частичку поднялись. Да, смотрите, когда, во-первых, опубликовать все списки, найти, опубликовать. Во-вторых, попробовать до кого-то дотянуться. Опыт есть, хочу сказать. Похожий случай, при том, что там
другая беда народная. Я, по-моему, кому-то рассказывала. В Вологодской области, в Белозерском районе есть село Антушево, маленькая сельская библиотека. Она восстановила сама, были разговоры о том, что вот детский дом был с ленинградскими детьми, да? Один библиотекарь, одна, восстановила списки этого детского дома, кто там был, связалась, поискала в Питере, нашла людей, которые были там, воспитанники, получила от них воспоминания, записки получила. На это же намотала воспоминания тех, кто сейчас помнит про этих детей, кто жил тогда, да. Значит, смотрите, вот эти люди, которые там сидели, да, списки в любом случае, люди, которые там сидели, попробовать поискать, можно найти, да, кого-то вы найдете. Известные люди, понятно, что вы найдете еще, выйдете на опубликованные материалы или на их личные архивы. Дальше, пока есть возможность местный народ попробовать максимально записать воспоминания, максимально, кто только помнит. Записать, кто помнит, а дальше организовать какую-то акцию, чтобы кто-то дополнял, да? Не все вы сами придут. Это отдельный разговор, как это делать, завтра будем говорить. И вот это вот все, вот со всех стрясти вот так материал, это будет абсолютно классная штука. Абсолютно классно. Собиралась это с трудом, потому что кто-то просто не хочет вспоминать, вот это все, да, кто-то делится, потом действительно возникают споры. Даже по месту нахождения детских объектов они спорили между собой. Так это классное дело как раз. Потому что воспоминания собирают то, что кто жив, и те, кто уже все собрали, что не смогли вспомнить. Знаете, дорогие коллеги, если вам надо собрать воспоминаний побольше, сделайте так, чтобы народ вспомнил. Вот человек может сам не захотеть рассказывать, но если при нем говорят что-то, что он считает неправильным, что ты рассказываешь, не тут это было, а тут, и вообще ничего не помнишь старое, а вот я помню, да? А что ты помнишь быстренько, да? А чего рассказывать? Сделайте его основательным, не украшайте зря, вот не должны фотографии вот так вот, да? Это, ну понятно, да? Понятно, да. Серьезный продукт. Фотографии все надписаны, завтра будем говорить о том, как все это хранить. Такой серьезнейший продукт будет точно востребован не только для ваших, а вообще, так сказать, широко очень, да? Это проваленное место в биографии многих людей известно, это важное окружение, с кем Смеляков там дружил, с кем общался, да? И так далее. Его надо делать очень основательно в расчете на исследователя. Вот можно всегда сообразить, как надписывать материал, чтобы это не мешало читателю праздновать, да? Завтра буду рассказывать, как публиковать. Но на самом деле понятно, да, вот такой материал очень тянет на очень серьезный продукт. И он, естественно, никогда не должен быть зарыт. Вообще вот просто респект вам огромный за эту работу. Да, консультации, вот я обещаю, что попробую вам обеспечить. Но вам в любом случае выходите на ваших вот этих мемориальцев, они могут многое подсказать, о чем не догадываетесь. Вам дадут сведения из архивов ФСБ и из других архивов. Дадут много таких сведений. Опять-таки консультацию. Кстати, на «Медузе» была хорошая довольно консультация какое-то время назад. Вот как искать материалы репрессированных. Давайте дальше. Татьяна Альбертовна Бутова. Нювчинские переливы. Нювчинские. Вот, Нювчинские. Вот, Сыктывдинская доблестная библиотека. Давайте. Уважаемые коллеги, добрый день. Как можно начать? Пока слайды, дальше. Все, и начать сначала, да? Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами небольшими наработками, прежде чем мы перейти к проекту «Нювчинские переливы», как мы до этого дошли. Но сразу обращаю внимание, что у нас есть сайт Сыктывдинской ЦБ, где вот о чем, что я буду говорить раньше, вы можете подробнее прочитать. Я хочу обратить внимание, что у нас отдельно выведен раздел «Краеведение», где мы рассказываем о гербе, гимне Сыктывдинского района, об истории Сыктывдинского района, что читать о Сыктывдине. Там расположен календарь знаменательных дат Сыктывдинского района. И
и что читать о Сахтардине, и в том числе электронные ресурсы. Но хочу еще отмечать, что Сахтардину повезло, мы являемся спутником столицы. Всю столицу охватывает Сахтардинский район, и сам малый Бог велел развивать туризм, чему мы очень стремимся. Вот мы имеем большой потенциал, ориентированный прежде всего на внутреннего потребителя, жителей Сахтардинского района и республики. А проанализируя ситуацию, мы решили, что этот спрос удовлетворяется стихийно, недостаточно развитым уровнем, слабо развитым информационный сервис. Центральная библиотека, как и любая другая библиотека, создает свое культурное информационное пространство. Ее социально-культурная составляющая появляется в текущей деятельности, и особое место уделяется уникальности региона. Я вот хочу поделиться с вами проектами, которые у нас уже хорошо себя проявили. Вот этот долгосрочный проект «Сериальное издание» у нас получилось, проект «Чужанина мне, Родина моя». Почему мы пришли к этому? Это мы создали путеводители по каждому населенному пункту нашего района. У нас 13 сельских поселений. И так получилось, что в один год у нас 9 сельских поселений отмечали 425 лет. И вот каждый филиал у нас подключился к этому проекту, инициированному Сельской библиотекой центральной. И такой вышел на выходе продукт, путеводитель, который стал востребован и жителями села, они у нас приобретали его, и гостям сельского поселения, администрация сельского поселения тоже нам заказывала. Вот. И очень хорошая наработка. И теперь, когда уже 5 лет прошло, теперь у нас просят его обновить, актуализировать и сдать заново. В 2014 году мы стали победителем гранта Республики Коми в области библиотечного дела с проектом «Развитие многоголосия». В этом проекте мы позиционируем библиотеку как организатор литературного туризма в нашем районе. Цель проекта – сохранение и популяризация местного историко-культурного наследия через продвижение литературного туризма в Сахтардинском районе. Была разработана карта. Поэты и писатели Сахтардинского района на бумажном носителе. Вот такая карта поступила во все школьные и сельские библиотеки района. Это считаем тоже, что уникальный продукт в нашей центральной библиотеке, потому что начинали мы с 20 имен наших литераторов, уроженцев Сахтардинского района, но, как видите, закончили гораздо больше. На сегодняшний момент у нас уже 40 имен известных литераторов и писателей Сахтардинского района. Также в этом проекте мы разработали набор открыток писателей Сахтардинского района. Состоялись конкурсы чтецов, встречи с писателями, книжные ярмарки и выставки, съемка видеосюжетов, презентации новых книг. И подготовлена сувенирная продукция, которая до сих пор востребована. Но тоже, что интересно будет нашему гостю, туристу, приезжающему в Сахтардинский район, отмечали мы очень круглую дату 95-летию Сахтардинского района. Опять же, проанализировали наши археологические ресурсы и выяснилось, что актуального такого издания, путеводителя, раскрывающего сегодняшнюю ситуацию в нашем районе, нет. И вот мы взяли на себя такую ответственность и создали такой туристический путеводитель, посвященный 95-летию района. Сахтардин для нашего сердца один. Уже очень востребован. Очень для нас дорог вот этот продукт, календарь знаменательных и памятных дат Сахтардинского района. Делаем мы его уже 4-й год. Раньше делали тоже, но теперь мы его восстановили. Выходит он у нас в электронном варианте. Вывешен на сайте, тоже на нашем сайте в разделе «Электронная библиотека Сахтардина». Особенно востребован нашими краеведами, востребован руководителями учреждений и организаций нашего района. Стараемся мы его разместить на нашем сайте тогда, когда начинается планирование на следующий год. Тяжело, конечно, пока идет, но используем все свои возможности. Очень нам теперь помогает и Опа Глобал, которым мы интенсивно занимаемся. Нелегко дается, но мы стараемся. Как событийный туризм, вот если многие из Сыктывкара и гости знаете, что у нас есть такой событийный туризм в Сахтардинском районе «Заваленка». Региональный фестиваль
самодеятельные песни завалены. И вот тоже мы воспользовались ситуацией и решили, что нельзя пропускать такой момент, когда в Выборг на 2 дня приезжают со всей России гости. Очень много у нас артистов приезжает, гостей, до 2-3 тысяч человек, и библиотека тут тоже принимает активное участие. Мы разрабатываем около нашей центральной библиотеки, раскрываем такую площадку «Читающая заваленка», все, что связано с экстрадином. Теперь уже заваленку без читающей заваленки не проводят, уважаемые коллеги. Каждый год у нас спрашивают, Все хорошо, но сидеть там негде, смотреть. Я рассветила, может, да? Вот каждый год решаем эту проблему, куда посадить зрителей. Хотим перевести на стадион имени Сметанина, но говорят, а уникальность села Выборг попадает на стадионе. Ну вот хочу вот эти наш поэт Михаил Ерикин. Приглашаем вот сюда, в рамках этой площадки, в библиотечной акции проводим литературный подиум. И вот сюда мы приглашаем наших именитых писателей, поэтов, уроженцев Сахалинского района и самодеятельных авторов. Вот есть такая уникальная возможность нашим самодеятельным авторам пообщаться, пообщаться с именитыми писателями и поделиться опытом, чем-то рассказать о своих проблемах. И с удовольствием читают и гости, и местные жители свои стихи и произведения. Идет очень хорошо у нас такое направление, как открытие выставок и музеев. Ну, вот мы даже для себя делаем открытие, что вот как, насколько востребовано оказывается это у местных жителей. Вот только начинаем рекламную кампанию, что в библиотеке организуется поселковый музей, только на себя библиотека ведет инициативу. Такой идет отклик от местного населения. Несут документы, фотографии. Все это дают безвозмездно на хранение, потому что знают, что библиотека это сохранит. Вот выставка музея «Мой поселок, моя судьба» в Ясновской библиотеке. Библиотекарь, вот, когда мы рассказали об открытии этой выставки, связь пошла из-за рубежа, что у нас поблагодарили, что такой музей открыт в библиотеке, что рассказали об отрасли лесной, как там гремел этот поселок на всю республику. К сожалению, все это сейчас утухает, но вот то, что библиотека сохраняет эту память, нас поблагодарили. Открыт у нас литературно-академический центр в селе, и тоже очень востребован, Марина Геннадьевна, более в этой селе может поделиться с вами экскурсионной деятельностью. Открыта выставка музея, посвященная помощи писателю уроженцу села Зеленецкой библиотеки. И уже в прошлом году у нас туристско-краеведческий центр запросил количественные показатели об количестве экскурсий, проведенных и посетителей наших музейных экспозиций. Уже в статистику мы попали. Так что, уважаемые коллеги, берите на вооружение. Экспедиции, кратенько, предпосылкой создания коммерческого кластера Чулом-Выборг стала реализация районной программы «Библиотечное краеведение как основа сохранения и развития национальной культуры» на 2015-2017 год. В состав кластера о селе Выборг пошли электронная краеведческая Google карта о селе на сайте нашего учреждения, создание путеводителя Чулом-Выборг, сувенирная продукция, календарики, открытки и значки о Выборге. Организовали мы слет сельских краеведов, пешеходные виртуальные экскурсии о селе, по селу, викторины и презентации. Сам путеводитель, красочное издание, которое знакомит с историей и современностью самобытного старинного села, вот именно к 430-летию, как подарочное издание мы это подготовили. Вошли туда материалы и фотографии об истории образования Выборга, достопримечательностях, брендах, предприятиях и, конечно, знаменитых людей села, чьи достижения в подвиге стали достоянием и гордостью не только района, но и республики. Тоже проект стал, мы сделали мы все это на средства гранта. И используем любую возможность показать себя, рассказать людям о наших возможностях в библиотеке. Вот нам предложили, мы не отказали поучаствовать в выставке достижения возможностей в различных отраслях хозяйства Республики Коми, достояние Севера. Это организовано было у нас в Каре, в юбилее республики. Вот наши коллеги с нашей литературной карты Сахалинского района, мы там организовывали тоже библиотечную акцию, продвигали наши бренды.
Также предложили нам участвовать в туристической выставке ярмарки «Отдыхаем и кормим» ТРЦ. По-моему, «Аврора» вот, тоже принимали участие, рекламировали наших писателей и поэтов, наши экспозиции. И, наконец, мы пришли вот к проекту «Юнические переливы». Как я уже сказала, 2 года назад у нас принята программа развития туризма в Сатыгинском районе. На основе этой программы создан на базе дома ремесел «Зара» туристский центр, который непосредственно нам теперь занимается развитием туризма в Сатыгинском районе. Мы решили выступить как партнеры, как организаторы проекта. И если вот Выльгород еще более-менее там возможно, если маленькая, если развивается, решили вот именно сделать ставку на удаленные поселки, которые немножко удалены от центра, но есть там уникальный краеведческий потенциал. Вот почему Юрчев? 30-40 минут от Сыктывкара, столица, во-первых, недалеко. Потом уникальность в чем заключается? Что вот в 2016 году ему исполнилось 260 лет. История его началась со строительства Нюрчинского чугунно-литейного завода в 1761 году. И вот мы его называем «Русский островок». Вот он не помнит поселок, а русский. Там развивались кружева, нюрчинские кружева, чугунно-литейное производство. Эти уникальные возможности, вот как-то упущено было, и мы этот такой богатый краеведческий потенциал никак не реализуем, никак не рассказываем. Производство закрылось, вот говорилось уже о депрессивных поселках, да? Параллельное хозяйство, там оно держится, но держится тоже как-то, ну вот, а очень активное население. И они поддержали инициативу библиотеки, Сатыгинского отделения общества инвалидов и Совета ветеранов. Мы решили, что вот такой проект имеет право на жизнь, и поддержала наш проект администрация Сатыгинского района, она выделила в рамках малых проектов на реализацию этого проекта грант. Небольшие денежки, но мы уже конкретно разработали, что будет в этом проекте. И, так, подучили наших специалистов, библиотекаря на пенсии, очень активно и краеведов села и поселка Нюрчин. Они прошли школу экскурсовода и разработали вот такие площадки, на которых будут оформлены уличные стенды и экспозиции природной культуры и библиотеки. Значит, около бывшего здания завода будет стоять уличная выставка «Чугунно-литейный завод». Я вам сейчас покажу. Это сам проект. Вот такая площадка, будут уличные стенды на деревянной основе. Тут подключился наш местный предприниматель, который работает в корне пластики. Все это будет очень эксклюзивная вещь, оформленная в корнях деревьев. И в том месте, где стоял завод, такая будет информационный стенд. Так что если кто-то захочет путешествовать самостоятельно, он сможет самостоятельно без экскурсовода. Уникальное место в Нюрчине есть. Маевка называют его местные жители. Там работники завода организовали митинги. Очень интересно для школьников. Нюрчинское море, площадка будет организована около Нюрчинского пруда. К сожалению, у нас в Нюрчине есть дом Чистолева, родовой дом Прометея Чистолева. К сожалению, пока мы с родственниками не договорились, в дом мы попасть не можем, но около дома будет тоже стоять такой информационный центр, рассказывающий, кто такой Прометей Чистолев. Есть в Нюрчине народный хор имени Прометея Чистолева. Эта площадка уже будет находиться в Доме культуры, куда мы будем приглашать наших гостей и туристов, и уже там работники Дома культуры будут рассказывать об истории народного хора и будут звучать музыкальные произведения. И, конечно, библиотека. Вот библиотека берет у себя оформление экспозиции вообще по истории поселка Нюрчин. Раскрывать будут следующие темы. Чугунное литье, потому что очень много экспонатов нам местные жители принесли. Нюрчинское кружево, к сожалению, оно тоже утеряно. Всего 2 изделия у нас на хранение переданы, никто не в дар, а пока на хранение, чтобы мы смогли показывать. И экспозиция будет посвящена еще одному первому комику-композитору Павлу Анисимову. Вот тут хочу сказать, что вот только мы объявили о том, что будем разрабатывать такой проект «Туристский маршрут», откликнулись родственники Павла Анисимова, и они пошли так далеко, они решили восстановить генеалогическое древо
за не взялись, что вот это древо уже будет частью экспозиции нашей библиотеки. Вот пока так. Презентация состоится в июне. Ну, что-то я заслушалась. Обычно пишу сразу какие-то там замечания, да, что-нибудь, а тут заслушалась. Значит, у меня только одно небольшое, я не знаю, нет, все классно, все здорово, все умно. Одно небольшое сомнение, все-таки вот по поводу переизданий вот этих ваших вот, да, замечательных путеводителей по селам. Опять-таки, лучше в электронном варианте. Лучше в электронном, чтобы на это можно было выйти. А книжечки сделаете как-нибудь вот потом, да, вот, просто не сразу. Вот, что еще? А я даже не знаю, у меня как-то нет замечаний, мне кажется, все очень разумно, да? Богатый материал, действительно, смотрите, все, о чем я говорила, да? Ну, не потому умно, что я об этом говорила, да? А просто вот это то, что правильно, да? Разведка территории краеведческая есть, да? И материал правильно собранный, да? Капитально, есть. С сайтом у вас, я не могу сказать, что все совсем было здорово. Да? Немножко это скрыто все, потому что мы решили послушать завтрашние лекции. Я немножко, уважаемые коллеги, звукала, потому что вот программу мы прочитали, у нас немножко оно все скрыто. Думаю, послушаем специалистов. Знаете, коллеги, вот по этому поводу одна реплика все-таки, пожалуй, будет. Смотрите, что должно быть. Опять опережаю сама себя. На самом деле надо уметь делать анонсы. Вот когда у вас впереди проект, самое глупое, что можно сделать, это затихариться, чтобы не спугнуть удачу, да? А вы начните там, я не знаю, за пару месяцев, например. Типа скоро, смотрите, да? Сделайте, создавайте, вот вы работаете над проектом, да? И создавайте информационные поводы, заинтриговать население. Краешек один покажите, да, чего-нибудь. Я не знаю, вот какой-нибудь кусочек этого кружева, да, на сайте. Угадайте, что это. Не можете? Узнаете через 2 месяца, да? Интригуйте со страшной силой. Если есть знакомые какие-нибудь хорошие журналюги, какие-нибудь, да, матерые, попросите поделиться, как это лучше сделать. Но надо вот, продукт еще не готов, он будет. Начинайте готовить публику заранее. Только не просто повторяя все время, что а вот скоро будет, да? Вот краешком это. А вот такое имя. Вам оно ни о чем не говорит? А скоро поймете, что это за имя, да? Смотрите сюда, вот тогда-то, да? Надо дрессировать этих ребят. Кто-нибудь хочет что-нибудь по этому поводу сказать? Вот по поводу, не по поводу того, что я сказала, а по поводу того, о чем Татьяна Альбертовна рассказывала. Ну, что? Я хочу поблагодарить, потому что мне повезло, я побывала в Перми на семинаре краеведческом. Это очень много для меня дало. Новый такой виток развития нашей системы. И вы сегодняшнее обучение, вот то, что вы находитесь на курсах, у вас, коллеги, уникальная возможность получить такие знания, что позволит развиваться ваша система. Спасибо большое организаторам. Что у нас дальше в нашей программе? Сейчас посмотрим. Дальше у нас Светлана Кузьминична Тесленко. Проект по развитию культурно-познавательного туризма «Исток содружества. Любовь к родному краю». Пожалуйста. Как смотреть? Вот делаешь. Добрый день, уважаемые коллеги. Проект «Исток содружества. Любовь к родному краю» получил грант главы Республики Коми. Проект по развитию культурно-познавательного туризма. Усть-Куломский район, как известно, обладает большими возможностями в развитии культурно-познавательного туризма. На его территории расположены как исторические достопримечательности. Например, один из старейших монастырей Коми края, Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь, один из старейших памятников гидротехнического сооружения конца 18-го, конца 19 века, это Северо-Екатеринский канал, так и уникальные природные
объекты. Это реликтовые озера, Донты, Кадам, низкогорные гряды Южного Тиманского кряжа, перечислять можно много. В районе также ведется большая работа по изучению традиционной культуры и быта жителей Верхней Вычегды, исторического прошлого населенных пунктов и исчезающих и уже исчезнувших с карты поселков и деревень. Это туристические предложения Успенского района. Старинная деревня Жежем в 100 с небольшим жителей – это родина коми писателя Виктора Егоровича Напалкова, заслуженного работника Республики Коми, почетного гражданина Успенского района. Виктор Егорович силой творческое вдохновение черпает в 300-летней родной деревне Жежем. Он большой патриот своей деревни и давно уже мечтал открыть в ней центр коми-культуры. И в 2013 году, в год его 75-летия, в здании, построенном на средства районного бюджета МОНДИ, СЛПК, а также частное вложение семьи Виктора Егоровича и Натальи Васильевны Напалковых, открылась сельская библиотека с этнографической коллекцией. И особую ценность фонда библиотеки составляет частная коллекция, большая частная коллекция книг Виктора Егоровича Напалкова. Это художественная литература с именными подписями писателей Республики Коми. С момента открытия библиотеки ее посетило более 1000 гостей из разных уголков республики, из Финляндии, Украины, Нарьян-Мара и в том числе представители различных этнических обществ. Гости и жители деревни знакомятся с творчеством Виктора Егоровича, других именитых писателей района, проводятся встречи с поэтами, журналистами, обзорные экскурсии и мастер-классы. На средства гранта Республики Коми в библиотеке планируется прежде всего создание литературной гостиной, организация его пространства, оснащение техникой, мебелью и, конечно же, организация литературно-художественных экспозиций. Большой интерес посетителей библиотеки вызывает этнографическая коллекция старинных предметов быта коми народа, переданных семьей Напалковых. В библиотеке представлены, на слайде мы видим как раз это большое количество экспонатов, среди них есть и объемные экспонаты. И на сегодняшний день ведется большая работа по расширению этнографической коллекции и созданию, обустройству этнодвора. Что же это такое? Основываясь на описании образа малой родины в произведениях Виктора Егоровича, уже создаются на территории экспозиции крестьянского двора и охотничьего угодья. Уже построены, значит, избушка, горкерка, амбар, обустроено кострище. Для отдыха туристов установлена беседка, и на средства гранта будет построен крытый авин и другие традиционные для коми хозяйственные постройки. И уже с осени планируется, гости станут участниками новых экскурсий, которые смогут приобщиться к традиционной культуре и быту жителей Верхней Вычегды через творчество Виктора Егоровича Напалкова. Ну и в итоге, выступление у меня маленькое. В итоге хочется подчеркнуть, что открытие литературной гостиной и обустройство этнодвора на базе Жежемской библиотеки, конечно же, создадут в деревне, в этой маленькой деревне, особую культурно-познавательную среду. А посещение библиотеки станет новым и перспективным направлением в культурно-познавательном туризме района. Спасибо всем за внимание. Спасибо вам. Вопросы есть ли? Нет? Значит, мои комментарии будут завтра, потому что это вопрос на самом деле о том, это в сильной степени проект, завязанный на музейную экспозицию, да, вот на музейные предметы. Это завтра, потому что уж настолько обгонять не хочу, да. Есть важные условия, при которых это будет или не будет работать.
Граждане, вот кто бы меня останавливал, когда я делаю не то? Значит, я сейчас с изумлением поняла, что я не прочитала вам целую тему, а вы молчите. Причем вообще? Нет, вам не надо? Я могу. Значит, смотрите, какую тему вы пропустили. И по счастью, если мои часы правильные, то сейчас 3 часа, да, мы еще никуда не опоздаем. Чудеса со временем. Там меня кто-то наверху жалеет, мою бестолковость. Значит, у нас есть тема краеведения на сайте библиотеки, задача содержания продвижения. Не уеду, пока не прочитаю. Значит, потому что сил моих нет смотреть на краеведческие сайты. Да? Вот говорила. Кое-что из того, о чем я буду говорить, вы уже слышали. И я с упорством, достойным лучшего применения, буду в разных разрезах говорить снова. Вот так, чтобы вам ночью снилось вот это все, да? Чтобы с разных сторон, потому что здесь очень важно, я говорила, выработать вот такой подход. Вы дальше придумаете сами. Выработать, сменить неэффективный подход к сайтам на эффективный. Значит, сейчас я тогда быстренько презентацию поставлю, 1 секунду тогда. А я поблагодарила выборщика. Значит, коллеги, да, спасибо большое, потому что здорово, перспективно. Сейчас, 1 секундочку, я открою свою презентацию. Можно начинать? В основном все, и кто-то еще не пришел. Ну, давайте тогда. Значит, тема на самом деле, мы очень много, почему вы не заметили, что я эту тему не прочитала? Потому что на самом деле мы очень много раз в нее забегали уже, да? Теперь хотелось бы, насколько это удастся, ну как-то до последней ясности, да? Ну, последнюю ясность, я думаю, что Станислав Станиславович вам будет рассказывать завтра. Он просто вот серьезный очень специалист в этой области. Меня он тоже учил, поэтому тут я, может быть, в одном отношении чуть-чуть лучше для вас, потому что я себе переводила его на библиографический язык, да? И, может быть, в качестве переводчика что-то смогу объяснить, ну понятно, чуть-чуть, самую малость. Итак, смотрите, что получается. Для того, чтобы хорошо и эффективно работать на сайте, вот смотрите, мы создавали кучу продуктов, да? Не кучу, я не знаю, там, сокровищницу продуктов. Они прекрасные. У вас вообще очень много хороших продуктов. Значит, теперь нам надо четко понимать, что этого абсолютно недостаточно. Золото вы создали, ну просто вот потрясающее, не налюбуешься. Недостаточно этого, и недостаточно это просто положить, чтобы это было воспринято. Пожалуйста, посмотрите, проанализируйте, обратите внимание на то, что он вам будет рассказывать, Станислав Борисович, про то, как анализировать с помощью различных инструментов, да, в Яндексе, в Гугле, Google Analytics, Яндекс.Метрика и другие способы, да, WebVision, как анализировать посещение ваших сайтов. Вы сразу увидите, вас очень это ударит по нервам. Вы делали продукт, а на него заглядывает там 5 человек ровно. А иногда вы смотрите у себя или у других и понимаете, что а вот у других и продукт-то не такой интересный. А ведь ходят же, да, 700 просмотров там за неделю. А почему? А потому что надо менять, дорогие коллеги, подход к сайту. Сайт – это не просто выставка витрина, это штуковина, на которой каждый элемент продвигает вот то, что вы положили, к пользователю. То есть там нужна система продвижения. Но я начинаю не с этого, а с другого. Посмотрите, попробуйте, когда вы делаете свой сайт, относиться к нему шкурно. Очень жестко. Смотрите, мы пишем и думаем, что читают, да, вот, когда вы смотрите на сайт, собираетесь создавать, собираетесь реформировать, помните, что его, кроме людей, читают поисковые машины, да? Они ходят по вашим и не по вашим сайтам, и они решают для себя, какой сайт можно на верхней строчке, да, в рейтинге выставлять, на первую страницу, а какой нельзя. Никто никогда не написал ни разу про каждую эту поисковую машину, это секрет. Как именно, да, секрет фирмы, правда, секрет фирмы, как именно они подошли заточены на специалистов по продвижению сайтов,
знают, чего эти поисковые машины не видят и не любят. То есть для того, чтобы чтобы к нам зашли пользователи, мы должны посмотреть на эти сайты, да, с точки зрения того, как на них смотрят поисковые машины. На что они будут индексироваться, к чему они будут привязывать наши эти продукты, а к чему нет. Поэтому вы вообще должны, если вы начинаете или реформируете сайт, начать с того, что сесть и подумать, какие, собственно, предметы, какие названия, какие имена вы собираетесь представлять на вашем сайте. Ну вот, чтобы было понятно, а я сейчас еще сделаю такую вещь, я дам сейчас вам 5 минут на то, чтобы вы у себя попробовали решить эту задачу. Смотрите, что у вас связано с Вологдой? Ну, говорите, что Вологодское что? Кружева, масло, лес, купечество, что-то еще, да? Да. Значит, по каждому предмету у людей есть какой-то круг ассоциаций. По Вологде очень просто. Да? Вот сразу понятно. По другим надо еще подумать, что. Но ассоциации все равно будут. Значит, посмотрите, когда только начинались сайты областных библиотек, многие библиотеки строили свои сайты, структурировали, решали, что они будут выкладывать систематическим порядком. Куда деть наши классификационные головы, да? Вот мы кладем история, экономика, там, я не знаю, чего еще, и проигрываем. Потому что интерес у людей очень неравномерный, он не следует этим принципам, да? Вот сюда в эти разделы зайдут те, кто сюда уже пришел. Они, ну, наверное, они пойдут по этим разделам. А что сделала умная Вологда? Я не зря начала с нее. А они подумали, а что ассоциируется с Вологдой? Вот взяли эти несколько, тогда совсем мало, вот эти купечество, кружево, значит, лес, молоко, да, и первые продукты сделали для них. А вот дальше, когда человек уже зашел, он дальше обнаруживает, что, оказывается, Вологда не только это, там рядом лежит. А там рядом Валерий Гаврилин. Да? О, здорово, как классно, да? А рядом там еще какие-то вещи, архитектура, Иван Грозный там рядом, да? То есть начинать надо с того, чтобы сесть, я сейчас точно дам вам, ну не знаю, 5 минут не дам, жалко, но 3 минуты. Попробуйте себе написать список. Давайте такое условие, хотя бы из 5 названий, из 5, это могут быть люди, темы, предметы, учреждения, памятники. Что вы хотите продвинуть на вашем сайте? Я серьезно. Время пошло. Какие зацепки вы считаете достаточными для того, чтобы что-то продвигать по вашей территории? С чем, как вы думаете, у людей может ассоциироваться ваша территория или через что вы надеетесь продвинуть вашу территорию? А вот вы думаете, это может быть что угодно, тут нет значимых, незначимых. Иногда это может быть какая-то мелочь, но за нее можно зацепиться. То, с чего вы будете начинать раскручивать свой сайт. Хотя бы 5. Вы увидите, что это не очень просто. Хотя бы 5. Что, собственно, вы представляете в вашем приоритете? Попробуйте. Нет, Вот вы все знаете про вашу территорию. Смотрите, как это не очень легко, да? Некушин православная, мы читаем век. Именно простые слова. У вас всегда есть возможность, условно говоря, спросить у пользователя. Вот в этих аналитических пакетах, которые есть в любой, в Яндексе, в Гугле, есть такая, что-нибудь похожее, или такая, по-моему, вот, кстати, купить слова. И там вы смотрите, вы задаете слово, допустим, Ухта. И вы смотрите, у вас будут в колоночках отрейтингованы слова в сочетании с чем, да? Вот что пользователь ищет в сочетании со словом Ухта. Там будет много мусора, купить автомобиль, там, или, да, я не знаю, продать квартиру. Ну, мало ли что. Но на самом деле статистика не врет.
Потому что во многих случаях, вот вы увидите среди рейтингов, вы увидите у людей-то зачем, да? Попробуйте сработать на это, вот на эти ассоциации. Потому что вы тогда попадаете в зону активного спроса, да, если вы на это являете. Нам наше, вот я говорила уже, нам надо создать паутину, чтобы ни один не выбрался. Приманка по краям, это еще такая, да, это такой активный, такие объекты, за которыми придут к вам. А дальше уже все, они пропали. Они будут ходить по тем путям, которые мы им предложим, да? Мы же умные. Значит, смотрите, вот то, что вы пишете, вот этот набор слов, это, условно говоря, называется семантическим ядром. Вот когда вы его сформировали, дальше, собственно, все, что вы делаете с вашими текстами, особенно с теми текстами, которые у вас историческая справка, да? Вот что вы пишете, какие-то еще тексты вот такие общие. Вот то, что у вас в левой колоночке, по которой я сейчас буду ругаться. Долго и вредно. Собственно, что вы делаете? Вы берете это ядро, вы положили. Вот эти слова. Вы дальше добавляете к нему нормальные предложения. Прилагательные, какие-то фразы. Вы тексты ваши строите от этого семантического ядра, а не из того, что вам вообще хотелось бы рассказать. Историческая справка со времен там чего-то такого. Вы эту историческую справку пишете для того, чтобы машина поисковая, через нее пользователи увидели, чем вы, прошу прощения, 1000 раз прощения торгуете. Да? Вот когда люди продают автомобили, они 1000 раз там зовут марки какие-то, еще добавят там, я не знаю, выносливое, быстрое, дешевое, красивое. Вот то же самое вам нужно сделать со своими объектами. Тексты, которые вы пишете, все шкурно, злобно работают на то, чтобы вот это вот выставить. Вот это слово окружается теми словами, на фоне которых оно хорошо выглядит. Предложения. Текст не очень большой, да? Предложения вот эти строятся так, чтобы слова, которые вы хотите продвинуть, употреблялись не один, а несколько раз. Вы четко совершенно работаете на психику человека. Значит, в данном случае, мы про тексты еще будем говорить, да? Но в данном случае я бы хотела сказать, что вот этот поворот до щелчка мы делаем сайт, ориентируясь на вот эти поисковые машины, чтобы они нас заметили, и чтобы сработать на те поисковые задачи, которые у пользователей возникают. Сначала поймать, как потом работать дальше, вот, немножко иначе будут остальные моменты строиться. Еще одна вещь, принципиально важная в целом, про поисковые машины, и будем возвращаться. Значит, один из важнейших критериев, да, во-первых, значит, поисковая машина увидит, что здесь густо, вот на ту тему, на которую спрашивают, здесь густо материалы, я не знаю там что, вот эти лагеря какие-нибудь особенные, да, или какой-то предмет, вы будете повторять в текстах несколько раз, по-разному. Вы умные, вы понимаете, как написать, чтобы это не было противно читать, но главная ваша задача сделать так, чтобы это слово звучало в нужных поворотах, нужное, достаточное число раз. Второе, что очень важно, все эти поисковые машины, это точно известно, терпеть не могут ничего долгого. Когда поисковая машина ходит по сайтам, она очень четко ловит пропорцию живого и неживого. Да? Она видит, если у вас замечательный, вот коллеги из КГ, если у вас замечательная книжка 2011 года лежит, и вы знаете, читатели заходят же вообще. Вот она красивая, а серия, полный блеск. Не сомневаюсь, что полный блеск. Но поисковая машина злобная. Она говорит, слушайте, вот в прошлый раз заходила, валялась. И еще вот 2 года назад заходила, тоже вроде валялась. Может, тут померли все? Сайт-то, может, не живой? Значит, учитывая это, опять-таки, в расчете именно на это, вы моментально убираете с первых страниц, по крайней мере, вашего сайта, все, что уже не живое. Моментально в архив, чтобы не видно было. Куда-нибудь запрятать на представительскую часть сайта. Обязательно. Это видят пользователи, и это видят поисковые машины. Они вас не будут индексировать при любом золоте, которое у вас там лежит. Дальше, это как бы самые общие принципы. Поисковые машины не очень глубоко забираются внутрь.
Они видят то, что у вас на поверхности. Ну, как и пользователи, впрочем, да? Если вы хотите что-то показать, не зарывайте это туда, что называется, такую часть, которая называется невидимый веб. Наши большие электронные каталоги, содержимое их, не видны. Вот у вас электронный краеведческий каталог. Поисковая машина само это слово сочтет одинаковым у всех, да? У вас у всех электронный краеведческий каталог, да? А внутрь точно не заберется. Почему я все время говорю, что ценные продукты, вот то, что у вас есть, вытаскивать и раскладывать, да, по местам, чтобы сразу было видно, что у вас ценного, что у вас уникального, с первой же страницы. Значит, все дохлое убрать вон, все замечательное, прошу прощения, но все то, что машина сочтет, да, убрать вглубь, запаковать в архив, да, как-то еще. Вы к ним приведете, но на самом деле лучше всего делать так, чтобы, так сказать, это не болталось на первых страницах. Еще, вот ровно поэтому, когда вы делаете какие-то проекты, продукты, помните, я говорила, когда мы говорили о проектной деятельности, не выкладывайте окончательные продукты. Вот вы сделали замечательно, вы закрыли, положили в раздел «Наши издания». А для пользователя открывайте, на сайте открывайте его в открытом виде. Вы можете не пополнять его часто, но чтобы это была штуковина, которая, в принципе, пополняется. Если там один раз в месяц появится новая библиографическая запись, или новая картинка, или что-то еще, этого совершенно достаточно, чтобы этот продукт рассматривался как живой. Нет. Вот с этой точки зрения, я сейчас еще по презентации пойду и какие-то вещи буду повторять еще раз. С этой точки зрения, ваши издания в PDF-ном варианте, я понимаю, что они хорошие, но они, с точки зрения поисковых машин, они никакие, абсолютно, потому что они лежат себе и лежат. И, кстати говоря, с точки зрения пользователя, они тоже никакие, потому что как вы себе представляете работу вот с такого рода изданиями? Человек открыл вашу замечательную в Колоне очень красивую штучку, да? А потом он что должен сделать, если его что-то заинтересовало? Вытащить авторучку, вытащить блокнот, списать себе в блокноте, чего его заинтересовало, и пойти искать, где же ему, сиротине, вот это вот взять. Хорошо, если он догадается дойти до вашей электронной библиотеки. Но вообще говоря, читатель ленивый и нелюбопытный, и вот тут вы его потеряете, скорее всего, насовсем. Да? Значит, вот этого тоже нельзя делать. Любой продукт, который вы кладете, создаете, кладете на сайт, должен быть адаптирован для этого сайта. Вообще для любого, вообще для сайта просто. Как адаптировать? Сейчас поговорим еще, но во всяком случае. С этой точки зрения лучше, когда вы заканчиваете какую-то тему, когда вы создаете что-то, сначала на сайт и в открытом виде, да? А потом из этого сделать издание. Вот потом. Потому что в этом случае вам не придется перерабатывать назад уже готовые издания, потрошить. Когда то еще у вас, когда материал собран, когда сгруппирован. Как класть? Вот тут был задан вопрос. Хорошо, нельзя выложить базу данных, нет возможности сейчас превратить хороший ресурс, да, в базу данных. Вот коллеги из Подкиоса спрашивают. Не можете в базу данных? Воспользуйтесь электронной краеведческой коллекцией, разложите этот материал по нужным полочкам, по нужным местам в электронную коллекцию. Считаете, что электронная коллекция маловато будет? Сделайте раздел сайта. Да? Или положите это в рубрики сайта так, чтобы это работало само по себе вот таким образом. То есть нужно превращать продукты в такой вид, в котором они будут восприниматься и читателями, и поисковыми системами, как живые. Да? Не говоря уже о том, что вообще полезно держать продукты живыми. Значит, сейчас я попробую. Да, и самый главный недостаток, о чем я сейчас дальше буду говорить. Самый главный недостаток сайтов, они все построены очень формально. Они построены для отчета, они построены для нашего успокоения. Вот у нас есть сайт, вот его даже посещают.
Что я буду показывать в основной своей части, мне не стыдно. Значит, это мой доклад 2012 года на Архангельском семинаре. Он есть в записи, не в видеозаписи, есть в презентации в материалах этого Архангельского семинара. Почему я позволяю себе его показывать сейчас? Я его доработала, там есть изменения, потому что, к великому сожалению, ничего не изменилось. Оно изменилось, пожалуй, только в худшую сторону. Вот этого формального подхода стало больше. Вот этой деревянности, этого непонимания того, как сайт может работать, ее стало больше, а не меньше. Поэтому, в общем, вот пока ситуация не исправится, я буду пользоваться этой штукой. Значит, давайте конкретнее тогда. Так, ничего не видно, да? Солнце. Значит, посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас первая часть, а я буду читать. Я встану так, чтобы не слепило солнце. Значит, сейчас первая часть вот этого продукта, а я буду читать. Ничего не поделаешь, солнце светит. Весна. Первая часть вот этой моей презентации, это я буду ругаться. Я буду рассказывать, что неправильно, что плохо, что для пользователей и для поисковых систем, да, поисковых машин, означает, что вас нету. Вы думаете, что вы есть, а вас нету. Итак, первое. Краеведческая составляющая на сайте развивается рефлекторно в связи с юбилейными датами или конкурсами, и в результате созданные материалы существуют отдельно друг от друга и, как правило, не получают развития. Ну, загляните на ваши сайты мысленным взором. Так, так. Вот это мы сделали к юбилею Победы, вот это мы сделали к юбилею 85-летию местного писателя, а это мы делали литературную карту, а это мы получили грант на что-то там еще. Значит, это даже не витрина. Это такая витрина, где почему-то заняты только отдельные некоторые полки. Да? Как правило, такие проекты сделали и пошли дальше. Они не поддерживаются, за ними никто не ухаживает, и их никто ни с чем не связывает. Да? Дальше. Вот это привело меня в изумление. Я в 2012 году, готовясь к Архангельскому семинару, избрав для себя такую тему, проанализировала около 3, ну так глубоко, отбирала больше, там около 700, а проанализировала около 300 сайтов публичных библиотек по России. В какой-то момент мне стало плохо, потому что на каждом сайте, почти на каждом, была одна и та же структура. Я пыталась вспомнить, кто эту структуру продиктовал. Найти бы этого человека. Да? Смотрите, на краеведческом разделе сайта представлен стандартный и ограниченный набор тем. Следите за темами. Первое. Краткий общий очерк. Иногда он называется визитная карточка территории или населенного пункта. Что туда входит? Символика, географическое положение, самые общие сведения о социальной, об экономической, социальной и культурной жизни с основными статистическими данными о численности населения. Есть? Есть. А ничего, что герб не меняется? А ничего, что у вас флаг тоже не меняется? Да? Ничего? Вы что закладываете сейчас сюда? Вы закладываете то, что будет абсолютно неподвижно. А еще, с точки зрения поисковых машин, а еще, с точки зрения читателя. Коллеги дорогие, сколько можно смотреть на собственный герб? Ну, я один раз в 5 классе, допустим, для какой-нибудь работы, я посмотрела на герб и описала, или картинку у вас стащила и показала учительнице. Я что, еще туда пойду смотреть на этот герб? Кто-нибудь пойдет? Вы такие задачи у кого-нибудь видели? Чтобы кто-нибудь ходил смотреть на этот герб. Я молчу о том, что этот герб можно увидеть в Википедии, когда на ваш район встанут, да, или будут. Ну, там же и найдут. А вы-то тут зачем? Дальше. Памятные места или достопримечательности. Даже по названию никакого разнообразия почти. Памятные места или достопримечательности. Это пока мы говорим только про набор, а потом будем про то, как это сделано. Дальше. Улицы города. Есть? Имеется. Какого города? Это, кстати говоря, реплика в сторону назад. Какого города? Это, как правило, районные сайты. А только того, где живет библиограф или библиотекарь или краевед, где библиотека. Какого города? Дальше. Почетные граждане или почетные жители, или герои Великой Отечественной войны. Не дальше. Героев гражданской уже не найдете. А там, скажем, я не знаю, кого-нибудь еще нет.
только эти. Литературная карта. Ну, рефлекторную, да? Был конкурс, все сделали литературные карты. Продолжают делать даже те, кто не делал в конкурс. Да почему литературная? С какой стати? Дальше. Фотогалерея. Фотогалерея, обычно набор каких-нибудь картинок. Все, песня кончилась. Вот это, не вру, вот это типовой стандартный набор. Не меняется, лежит годами. Дальше по форме. Выложены только текстовые справки с иллюстрациями или без них. Новые жанры. Да, эта презентация, естественно, можете не записывать, что не хотите, потому что презентация у вас будет. Новые жанры. Литературные карты, виртуальные экскурсии, музеи. Фактически представляют собой все те же текстовые справки с иллюстрациями или без них. Могу показать, если успею, покажу. Замечательные литературные карты, где карты нет вообще. Или вариант другой, не помню сейчас в каком регионе видела, по-моему, в Башкирии. Значит, карта выглядит так. Контур района, да, контур просто грубый, вообще никак не расчлененный. Там, естественно, светится в каком-то месте райцентр. А дальше на этот контур наложены 3 вот такого размера фотографий местных писателей, крупнейших, естественно, да, мы же отобрали. И где-то от них еще можно перейти к справке. Где в районе, какое место, ничего не понятно. Значит, как правило, это просто тексты. Я говорила специально, почему рассказывала про виртуальные музеи. Виртуальные музеи предназначены для входа через изображение. Карта предназначена для входа через карту, да? Вот это все сведено к текстам, потому что мы привыкли к этому. Мы сами тексты читаем, да? Мы привыкли так. Тексты – это самое последнее, что воспринимается людьми сразу. К текстам надо, чтобы человек начал читать текст, его надо чем-то замотивировать. Да? К тексту надо привести, а не с него начинать. Дальше. Иллюстрации в рубриках типа фотогалереи и вообще любые иллюстрации. Чаще всего вообще не подписаны и не приведены в систему. Это вот 10-15 фотографий красивых мест, я говорила про это, да? Подписей нет. Значит, про картинку я могу сказать сразу, как это должно быть, и, наверное, лучше дальше. Ругаться. 5. Материалы раздела никак не связаны между собой. Нет ни вводных текстов, ни гиперссылок. Это ряд неглубоких тупиков, из которых можно только вернуться в главное меню. Видели такое? Вот у вас слева колоночка, да, ваши разделы. Я зашла в историческую справку, я из нее могу только вернуться назад. Она никуда не ведет, да? Почему? Неглубоких тупиков. Я зашла, там, я не знаю, в достопримечательности, я могу только вернуться. То есть вот эта штука, ей больше ничего не нужно и не интересно, вот эти тупички. Текстов вводных вообще почти нет. Материалы раздела 6 пункт. Материалы раздела неподвижны. Однажды созданные, они не развиваются и не дополняются. Обычно не исправляются и даже не датируются даже изменчивые статистические данные. Смотрите, вот когда вы пишете в общей справке, да, в визитной карточке, население района составляет столько-то. Вы подумайте на секундочку, оно уже через 2 дня будет составлять не столько-то, да? А через месяц столько-то. Вы готовы обновлять это каждый день? Нет? Тогда не надо эту информацию вешать в ваш текст. Вот это охотно люди возьмут в Википедии или где-то еще. Значит, либо вы обновляете все время, либо, кстати, на минуточку, хотя бы пишите по состоянию на какую дату, вот эти сведения, да? Либо вы не демонстрируете читателям и машинам, что вы давно-давно сюда не заходили, здесь все пылью покрылось. Материалы действительно неподвижны. Наличие следующего материала какого-то, который вы сделали, оторвавшись от этого, ничего не меняет. Вот этот воспринимается как дохлый. 7. Если библиотека имеет или вновь создает ресурсы, выходящие за рамки приведенного выше стандартного набора, они размещаются только в разделе «Наши издания» или «Проекты», без связи с краеведческим разделом и надежно укрыты от пользователя, интересующегося краем. Они служат только для отчета. Посмотрите, краеведческий сегмент, мы об этом сейчас будем говорить, краеведческий блог, краеведческий сайт на вашем сайте должен быть цельным. Человек туда попал, и чтобы он оттуда не выбрался, он должен там внутри
все краеведческое должно быть связано. У вас в большинстве случаев, вот там, под рубрикой краеведение, или наш край, или страничка краеведа, у кого как, лежит совсем чуть-чуть, а все остальное, ну хорошо, я знаю, я собаку уже на этом съела, да? Все остальное надо поковыряться о библиотеке, структурные подразделения, или наши издания, или наши проекты, иногда еще как-нибудь хитро. Но пользователь этого точно не увидит. Это для начальников, и то начальники не увидят. Значит, и вот как это проявляется. Электронные копии бумажных изданий воспроизведены постранично картинками, что неудобно для поиска и использования. Еще раз, картинки, не подписанные тем более, не читаются ни машинами, ни пользователями. Это не индексируется. Картинка, вам кажется, что человек это увидел, а он сюда вообще не дошел. Потому что никто, ни машины, ни люди этого не видят. Не надо эти копии, вот как раз такие бумажные издания отсканировать и положить в электронную библиотеку, вот там, где их уже читать будут, именно читать, предназначенные для чтения. Да, положить ссылку на них в разделе «Наши издания», конечно. Вот сейчас я покажу дальше схему, как это все связано, может быть, и как это вообще, да? Да, конечно. Но вот это класть там, где вы рассчитываете, что этим будут пользоваться, нет, никогда. Вот я уже сказала, разбирайте этот материал на составные части, так, чтобы они работали все. Картинками не надо. Пошуршать страницами человек может в другом месте, вообще говоря. Дальше. Электронные издания на дисках. Это уходит уже, но еще осталось. Часто либо не открываются совсем, либо представлены только демо-версии. Знаете, не буду показывать, ну, можно, конечно, если время будет. Потрясшая мою душу совершенно сайт одной из библиотек Новосибирской области, вот совсем вот перед поездкой к вам вернулась. Значит, там, ну ладно, диски не открываются, это понятно. Вот аннотация, мы сделали диск, вот у нас там, да, он повествует о том-то, картиночка диска, да. Даже демо-версии уже не встречается. Как правило, просто картиночка диска. А там было вообще потрясающе. Там, значит, рассказывает библиотека, что она занимается, собирает архив, что у нее есть каталоги, а дальше под барабанный бой фотография архивной папки и фотография ящика каталога. Ни то, ни другое не открывается. Зачем вы показали, что у вас есть архивная папка, если ее нельзя открыть? Это чего такое, да? Вот такого добра много. То есть, зачем выкладываются продукты, когда ими нельзя воспользоваться, понять не может никто. Дальше. Однотипные или серийные продукты, например, ежегодные календари знаменательных дат, выпуски текущих указателей, да? Вот продолжающиеся издания в серии выкладываются в ряд, без возможности сквозного поиска. Вот вы же сами, вот попробуйте сами попользоваться. Вы выложили подряд, вы календарь выпускаете знаменательных дат на этот год, на этот и на этот. Когда их два, какой-нибудь очень дотошный человек еще посмотрит, что там внутри, да? А когда их больше, человек не обязан знать, была ли какая-то дата и в каком году она была, да? Бессмысленно. Вот это воспринимается людьми как издевательство. Если вы попробуете вот эти вот, есть такая, вот я говорила, WebVision, такая штуковина, которая позволяет проследить за щелчками, как человек в течение 2 недель, кто как ходил по вашему сайту. Вот здесь встали, отсюда сюда перешли, щелкнули, да? Где щелкали, в каких точках. Вы увидите, что время присутствия на таких вот страницах вот с такими продуктами – это считанные доли секунды. Это человек увидел и, скорее всего, вообще ушел с вашей страницы. Больше не придет. Вот так обижать читателей нельзя. Они этого не прощают. Что нужно было сделать вот с этим? Либо базу, да? Либо хотя бы, если до базы сейчас не дожить, денег нет, возможностей нет. Что надо было сделать? Сводный ключ. Да? Все темы, все даты, все события вывести списком, и чтобы через этот список можно было зайти в календарь. Ты в календарь попади, ладно, пожалуйста, раз трудно, можно так. Но ты хотя бы сделай так, чтобы к этому набору чего-нибудь можно было подступиться. Хотя бы списком тем объектов, дат, которые, хотя бы внешне,
которые можно таким образом использовать. Дальше. Библиотека не видит пользователя краеведческих ресурсов, не помогает и не проявляет заинтересованности. Все ресурсы выложены молча. Отсутствует краеведческая виртуальная справка, вводные тексты и комментарии к выложенным ресурсам и анонсы текущих и будущих проектов. Библиотека демонстрирует полную незаинтересованность в читателях. Я тут положила, а будете вы смотреть или не будете? Ну, ребят, ваше дело. Я положила, вот мне есть чем отчитаться. Значит, так не должно быть. Библиотека должна демонстрировать всей стилистикой своего сайта диалог с пользователем. Ну вот считайте, что вы из окошка ему кричите, вот у вас там что-то в витрине, а вы ему кричите: слушай, у нас вот такое будет, да? А вот посмотри. Все время диалог, любыми способами диалог. Как хотите, любыми обращениями, любыми играми, любым интерактивом, по мелочи. Мы поговорим сейчас, как это можно делать. Скоро ругаться перестанут. Смотрите еще дальше. На сайтах районных и межпоселенческих библиотек почти никак, только общие исторические текстовыми справками, не представлены населенные пункты, кроме того, в котором находится сама библиотека. Информация о других населенных местах ограничена в лучшем случае списком. Нет географических входов в массив краеведческих ресурсов. Об этом говорили, да? Я просто напоминаю. Посмотрите, пожалуйста. Вот покажу там пример. Искитимский район Новосибирской области. Земля Искитимская, все красиво, Искитимский краеведческий портал, все круто. Значит, представлены на самом деле только два района. Ну, там не два района, только две сельские библиотеки. Бурно-активные, очевидно, их нельзя не заметить. Все остальное, там даже списка нет населенных мест. Мы говорили в первый день, да, вот про это. Значит, вот этого не должно быть. Библиотека не видит и не продвигает партнеров и соседей по краеведческой деятельности на своей территории, местных музеев, архивов, учебных заведений, приютов. Она представляет в краеведении только себя. Нет, коллеги, принцип портала никто не отменял. На любом уровне, даже на сельском, одно село. Это будет портал этого села. И на этом портале вы собираете всех, кто только может быть вам полезен, кто может вложиться материалами, благодарите их тем, что вы про них пишете, продвигаете. Вот если бы мы сейчас с вами вернулись на сайт Донской публичной библиотеки, у которой 90 коллекций, да, вы бы увидели слева список этих коллекций, а справа на первой же странице список партнеров. И когда ты встаешь на список этих партнеров, ты видишь, что он живой. Встал на Новочеркасскую библиотеку, да, и ты от нее видишь ее продукты, выложенные на этом сайте, и информацию о том, что у нее еще и что она по каким-то причинам не выложила. Библиотека, которая думает, что если она своих партнеров задвинет под коврик, и она выиграет, ничего подобного. Выигрывает та библиотека, которая за счет вот этого статуса портала, ну, в общем, как-то она приподнимается сама, да? У нее будет больше продуктов, ей понесут. Ей разрешат ссылаться. И, кстати говоря, взаимные ссылки тоже будут. Значит, дальше. Представленные на сайте краеведческие ресурсы не приводят пользователя в библиотеке, не рекламируют ее возможности. Значит, сайт не используется для публикации уникальных неопубликованных материалов, созданных библиотекой. Вот узнать о том, что библиотека хранит, накапливает музейные материалы или архивные материалы, можно, прошу прощения, из докладов на таких вот семинарах, как сегодня, или на наших семинарах всероссийских, или когда кто-нибудь что-нибудь написал, хотя это реже. Библиотеки, вот материалы, которые библиотека получила, вот такие, или добыла сама, ей должны жечь руки. Вот как горячий, я не знаю, как уголек. Надо стараться сразу выбросить это, вот показать, сбросить сюда и вот на пальчики подуть, да? Значит, вот это есть, может быть, самое главное, для чего у нас сайт есть. Все свое уникальное тут же показывать. Не всегда уникальное стоит показывать целиком. Ну вот я говорила, например, вы получили много, там, я не знаю, фронтовых писем или много фотографий. Найдите какую-нибудь одну или одну и покажите на сайте. Я не знаю, новое у нас. Придумайте, да, любую рубрику. И сегодня это будет вот это фронтовое письмо, которое с разрешения человека, которого предоставил, все прочитают. А послезавтра это будет фотография, совсем из другой оперы. Не надо, чтобы думали, что мы, так сказать, монотонные, да?
А еще послезавтра это будет аудиозапись коротких фрагментов. Вот надо, чтобы библиотека вот этой возможностью пользовалась именно для продвижения уникальных предметов всегда. Дальше, в случае публикации, когда публикуют некоторые коллеги, отсутствуют ссылки на краеведческий архив или другие уникальные собрания библиотеки. Я вам сегодня показывала Чистопрудный, да, вот Новосибирской области. Помните, я показывала, вот которые из школы ребята ушли на войну. Все хорошо, материалы ценнейшие, там и документы, там и фотографии, библиотека сделала очень много для того, чтобы их атрибутировать. Ребят, где это хранится? Это где лежит? Это где мы сказали, что вот сослаться можно на это? Завтра мы будем говорить о том, как именно правильно ссылаться, но толку, что вы выложили, особенно это часто бывает в продуктах, делается краеведческий диск или краеведческий ресурс какой-то там, не знаю, презентация. Для ее украшения используются картинки. Эти картинки не приводят к библиотеке, потому что там нет ссылки, там нет. Иногда это неудобно сделать сразу на самой картинке, да, или под ней. Это всегда можно, если это не единичная картинка, это всегда можно сделать предисловие. Ну, условно говоря, все представленные в этой презентации или в этом продукте материалы принадлежат, собраны, хранятся в архивном фонде или в музейном фонде такой-то библиотеки. Будем рады там дать вам возможность познакомиться с ними подробнее. Любые слова. Дальше. Выложенные продукты не подписаны или подписаны формально. Вот я говорила, что мы с пользователем не разговариваем, да? Вот мы как бы вот отворотясь, мы на него смотреть не хотим и сами руки не подаем, не знакомимся. Все наши материалы, все материалы, которые библиотека выкладывает, глухие. Кто там делал? Машина, может, делала, да? Кто там делал-то эти материалы? А люди на самом деле всегда ищут людей. Знаете как, вот одно дело я по телефону спрашиваю, а другое дело я на человека посмотрю. В каком случае контакт лучше, да? Если видят. Так вот, к вопросу о подписях. Подписей под материалами нет вообще. Под исторической справкой не найдешь, под сведениями, ну я не знаю, ни под какими не найдешь. Иногда делают. Вот сдвинулась когда-то, когда я еще в 2012 году рассказывала, потом смотрю, на некоторых сайтах подписи появились. Выставку, виртуальную выставку подготовила, зав. Отделом там таким-то, чаще всего аббревиатурой, там Иванова И.И. Спасибо. Такая же скучнота, как отсутствие подписи. Ну, формально, да, ну, спасибо, зав. Отделом, большой человек делал, не просто так себе люблю. А что надо было сделать? А сделать гиперссылку, да? И такую гиперссылку, которая приводила бы фотографии этого сотрудника. И если у него есть блог, а вообще лучше бы, чтобы те, кто занимаются краеведением, хоть как-то, хоть страничку свою, не любишь блог, страничку на этом же сайте посвятить этому человеку. Вот это очень важно. Каждый из вас, я про это говорила, мне не лень повторить, каждый из вас достоин быть предметом краеведения вашего района. Вы очень много для этого делаете. Очень много. И шкурно это важно для того, чтобы было с кем, чтобы было кому в глаза посмотреть, чтобы было к кому прийти. Поэтому подписи на сайте должны быть обязательно живые. Я покажу потом. У нас, я когда осенью приезжала к вам, у меня была такая картинка, и она и сейчас есть. Я покажу, как можно подписывать так, чтобы хотелось к человеку обратиться. Это речь идет не только о подписях персональных, каждый автор должен быть подписан, свой или чужой. На каждого, чтобы захотелось посмотреть. Каждый, чтобы свои человеческие слова какие-то сказал там на своей страничке. То же самое относится к случаям, когда вы хотите показать, что вот этот материал подготовлен коллективно. Коллективом какого-то филиала, да? Несколько человек это делали. Групповую фотографию сделаете, тоже хорошо. Причем нормально, в неформальной обстановке, да? По-другому будет. Да, и вместо этого что делают? Вместо того, чтобы подписи сделать, вместо этого на самом видном месте выкладывается положение о краеведческой деятельности, планы и отчеты какие-нибудь ежеквартальные, да? Наши сайты заточены для того, чтобы их смотрело начальство, так по-честному.
Вот вообще здесь я должна сказать сразу, что важно очень четко делить информацию, которая для пользователей, и для ту, которая для коллег и для начальников. Все, что не предназначено пользователю, вот с этой краеведческой части нужно убирать. Почему я говорю про краеведческую часть? Сейчас. Сразу скажу. Почему я говорю про краеведческую часть, дальше придется повторить. На вашем сайте, на любом, есть две части. Неравномерные, одна больше другой, сейчас догадаетесь, какая больше. Одна представительская, а другая краеведческая. Краеведческая часть – это вот тот самый портал. Была бы возможность, был бы отдельный портал, вынесенный за пределы библиотеки, потому что краеведение популярнее, чем библиотеки. Когда человек заходит там, вот я надеюсь, будет вот Корткирос, который перенабит материалом, смогут сделать свой портал. На портал Корткирос будет ходить больше народу, чем на сайт районной библиотеки. Заманить надо оттуда и прийти на сайт. Но бывает это не очень легко, поэтому программа «Минимум», краеведческий блок на сайте, краеведческий сайт. Представительский сайт – это вообще все остальное. Все, что там все, что на самом деле в 10 раз менее интересно при всем уважении к другой работе. Да? Уникальность краеведения. Значит, все, что касается того, что по начальству и так далее. На представительском сайте, кстати, краеведение тоже будет отражено. Мы сейчас это увидим, я сделала табличку. Оно будет там отражено. Все, что не для пользователя, а вот туда, для коллег, для начальников, все на представительскую сторону. Вот здесь этого не должно быть в принципе. Да, дальше. Краеведческие продукты выложены так, что они уводят посетителей из библиотеки и часто безвозвратно. От краеведческих объектов в текстах даются гиперссылки на Википедию и другие внешние источники. Дело не в том, что на Википедию. Википедия хороша, правда хороша. Вот говорила, работать с ней надо работать. Но они даются туда, откуда к нам пользователь не вернется. Соотношение ссылок внутри сайтовых и внешних должно быть четко в пользу первых. Все ваши ссылки должны вести вглубь вашего сайта, на другие материалы вашего сайта, на ваши продукты. Когда вы посылаете человека за вашим краеведческим предметом в туманную даль, он оттуда не вернется. Вы раскручиваете чужих ребят. Вы им повышаете статус, вы им повышаете баллы, а от себя вы добродушного человека очень трудно потом вернуться. Есть такие технологии, опять-таки, я думаю, что Станислав Брониславович вам расскажет, есть такой способ ссылки, когда вернуться, да, знаете, когда можно вернуться. Вот за этим надо следить. Дальше. От некраеведческих объектов текста даются ссылки на Википедию и другие внешние источники. Смотрите, например, видела недавно, не помню, по-моему, я видела на каком-то из новосибирских, а может быть и не на ваших, на новосибирских. В тексте встречается, в тексте краеведческом, встречается имя Михаила Ивановича Калинина, который не то приезжал, не то что-то написал, не то какой-то указ издал, который касается этой территории. Засылено имя Калинина и посылает оно куда там, ну куда-нибудь, неважно куда, наружу. Вы это зачем, ребята, сделали? Вот хочется спросить, да? Вы зачем? Вы просто так, за здорово живешь. Из вашего краеведческого материала человека пинком отправили. Какой-то не пойдет смотреть, если он считает, что он знает, кто такой Калинин, а какой-то уйдет, молодежь, которая не знает. Вам это надо? Если он не знает, кто такой Калинин, ну так это, разуй глаза, посмотри в Википедии. Наш сайт, ваш, должен быть заточен строго на краеведение и зря читателя от себя не отпускать. Дальше. Наиболее полезные и ценные, да, многочисленные сайты, ссылки на сайты местных СМИ, администраций невзаимны. Приходится ссылаться довольно часто на сайт администрации, потому что очень часто такая ситуация, когда пресс-служба администрации говорит: вы нам, пожалуйста, сдайте сюда материал-то краеведческий, мы вам деньги платим. Так вот, пусть он у нас будет. Бывают такие бодрые, резвые, да? Бывают журналисты, которым вы отдаете материал,
потому что вот такое условие. Приходится ссылаться. Но тогда нужно из последних сил, до последней возможности договариваться, чтобы ссылки были взаимными. Заключать договор не просто об обмене баннерами, а о том, что вы ссылаетесь на их материалы, а они возвращают. Вот у них есть материалы, на которые вы ссылаетесь, а там в конце, а подробнее смотри. И на вас. Там, где это не забывается, это делается. Это не встречает активного сопротивления. Это ничего сложного, ничего дорогостоящего в этом нет. Дальше. Наиболее ценные и полезные материалы уносятся в блоги. Вчера обратили внимание? Вчера? Сегодня? Сегодня, наверное. Я уже не помню, когда. Я говорила, что блоги и социальные сети должны знать свое место. Да? Ни блог, ни группа ВКонтакте не должны пытаться заменить собой ваш сайт. Главное – это сайт. Их задача какая? Привести. Значит, встречалась с этим. Если сейчас будет возможность, покажу. Очень хорошая библиотека Сормовского района Нижегородской, города Нижнего Новгорода. Активная, бодрая, хорошие материалы. Они создали блог библиографов вот этой библиотеки. Значит, слева идет довольно стандартный, неплохой, кстати, у них довольно полный набор сведений, да? А по центру вот этого первой страницы хорошая реклама вот этого блога. А тут мы для вас собрали самое интересное. И правда, фишки все такие, вот бодрые фишки, они все там. Так они ушли на блог. Вы читателей потеряли для статистики, так? И вы создали у людей представление о том, что, ну тут часть материала, но там-то круче. Оттуда вы ни статистику не возьмете, ни читателей не приведете. Получается, что вы разделили вот этим часть и вот тем другую часть. Значит, не надо уносить самое ценное на блоге. В блоге нужно высунуться вот так интересно, да? Помахать там лапой сюда и заманить на сайт. Вот таким образом, да? А так уходят. Мы не заботимся, а народ уходит. Теперь, как должно быть? Значит, прошу прощения, вот эту фразу я могла бы опустить, да? Сайт, как и сама работа, строится как система по единому плану развития. Известно и может быть показано пользователю, что будет создаваться дальше. Фраза пафосная, я имела в виду ровно то, про что мы сегодня уже говорили. Единую программу развития вам дают крупные ресурсы типа электронной краеведческой библиотеки. Вы знаете, что вы будете делать дальше. Единую программу развития вам дает карта. Вы представляете себе, что будет дальше и как вы ее будете заполнять. Постарайтесь не работать отдельными случайными продуктами. Всегда можно небольшой крен сделать в пользу каких-то юбилейных вещей, но если подумать дольше, чем 5 минут, вы придумаете, как вписать юбилейную задачу в ваш план развития. Вот юбилейные материалы можно делать на чем угодно. Можно опять, вот я говорю, 115 раз там тех же самых героев, а можно вот эту тему развить на тех селах, по которым меньше всего материала. Вы решаете свою задачу, и при этом вы отметили юбилей. Да? Что-нибудь там, неизвестное что-то, да? И мотивировать можно, почему вот на этот раз вы отмечаете юбилей именно так. Тематически обеспечены все или, во всяком случае, многие стороны жизни территории. Преобладают ресурсы многоцелевого назначения и универсального характера. Я писала это в 2012 году, хотя пересматривала сейчас. Да? Вот, пожалуйста. Тут на самом деле есть, просто тогда это только маячило. Что это за универсальные материалы? Различного рода справочные сведения обо всех категориях объектов. Да? В идеале электронная энциклопедия. Дальше. Путеводители по сайтам, по ресурсам библиотеки или системе библиотек. Путеводители на самом деле, пожалуй, отмирают. Вот это то, что не оправдалось с 2012 года. Путеводители по сайтам – это немножко не то, что надо. А вот следующее – электронная библиотека лучших краеведческих публикаций. Вот тогда это у нас называлось так, да? Вот сейчас вот этот универсальный ресурс. В первую очередь вот это. С заботой о
Ну, сейчас мы могли бы, да, мы могли бы еще добавить сюда хроники, да? Мы говорили, что все разрезы. География, хронология, персоналия. Дальше. Новые жанры и формы использованы полные по назначению. Они обеспечивают все возможные входы в краеведческий материал. Вы уже практически напоминали, какие входы у нас могут быть. Вот вы строите систему, как вы ее строите? Через карты, интерактивные, виртуальные и прочее. Это один вход. Во все, но через карты. Тут можно 1000 раз дублировать, к одним и тем же материалам приводить через разные входы. Второй вариант. Через изображения людей, географических объектов и так далее, виртуальные выставки музеи, коллекции фотографий и так далее. Через даты, календаризм дат, хроники событий, летописи населенных мест и прочее. Через имена, биографические и биобиблиографические справочники, да, вот такой вариант. Через географические названия, вот не через карту, а через списки географических названий. Можно приводить так. Географические справочники, путеводители, универсальные справочники, энциклопедии. Через географические названия. Через темы или предметы. Это базы данных, тематические указатели разного рода. Да? Через темы или предметы. Через библиографические записи. Электронная краеведческая библиотека, электронные краеведческие коллекции и так далее. Значит, пробовать вот с этой точки зрения построить систему. Вы вообще как-нибудь дома потом попробуйте себе нарисовать, разграфить, да? Вот это варианты входа, это наши основные объекты. Попробуйте такие таблички, и просто вы увидите, как у вас заполнится, и сразу будет ясно, что следующее делать, да? Дальше. Краеведческие ресурсы на сайте постоянно развиваются и обновляются, привлекая внимание пользователей. Создаются новые темы и продукты. К уже существующим добавляются новые связи и ссылки и так далее. Вот тут смотрите внимание. Как можно? Вот у вас мы говорили о том, что лучше всего, чтобы продукты, которые вы выкладываете, обновлялись. Да? По возможности, чтобы они обновлялись. Бывает так, что уже нечему обновляться, продукт действительно создан, он по смыслу своему закончен. Нечего туда добавлять, вы что-то описали окончательно и прекрасно. Тогда, смотри, пункт 2, да? Что вам нужно сделать? Его постоянно актуализировать. Как его актуализировать? Пинками снаружи, с вашего же сайта. Смотрите, пожалуйста. На вашем сайте, на сайте Национальной библиотеки осенью, когда коллеги приезжали к нам, я смотрела, значит, там есть новость в новостях, даже не в краеведческой части. Значит, если не ошибаюсь, писательница Соколовская выступит такого-то числа с лекцией она видела там камни выветривания, очень интересные, да, столбы выветривания, по-моему, да, в такой-то интересной местности. Новость без единой гиперссылки. Скажите, пожалуйста, в свете того, о чем мы говорили, что надо было сделать? Откуда гиперссылки? Первое. На имя. Значит, Соколовскую привязать к электронному каталогу, привязать по фотографической справке, где про нее можно прочитать поподробнее. Я не знаю, кто такая Соколовская, я бы пошла. Да? Где про нее справка есть? Вот, кстати, был бы повод, у вас, представьте, что уже есть фотографическая база данных, да, или что-нибудь такое, или что-то, что на нее похоже, какой-то список. Вот повод, Соколовская приезжает выступать, про нее справочку положить, а отсюда отослать. Ее книжки у нас есть, ура, ссылка на электронный каталог или на электронную краеведческую библиотеку, где произведения Соколовской можно найти. Еще куда? Столбы выветривания. Столбы выветривания куда надо? Во-первых, там, где про них можно почитать, в электронной библиотеке, если у нас есть, да? Во-вторых, в электронный каталог, если там что-нибудь на эту тему есть. В-третьих, коллеги, а куда еще от столбов выветривания? Да, ну там они могут в чистом поле быть, на карту, да? Я хочу посмотреть, где эти столбы выветривания. Таким образом, мы, во-первых, эту штуковину нагрузили, человеку интереснее будет посмотреть, а во-вторых, мы пнули те продукты, мы до них дотянулись и подергали. Живой,
Смотри, мы к тебе ниточку прислали, да, такую веревочку. Все, мы актуализировали спрос, туда зашли. У него рейтинг поднялся тем самым. Вот точно так же можно делать не только с новостями. Я про анонсы к чему говорила, да? Скоро у нас пополнится вот эта красота. А у нас скоро конкурс. Вот это скоро существует не для чего-нибудь, а для ссылок, да? Это они думают, что это им рассказали, а мы понимаем, что мы их зацепили и потащили куда нам надо, к тому продукту, который мы хотим продвинуть, да? Этому служат наши вводные тексты. Вот эти я уже говорила, общие справки и так далее, да? Возможностей много, вы придумаете еще больше. Так, краеведческие ресурсы представляют собой сеть наиболее доступных точках, которые разложены приманки для посетителей, предназначенные для перевода случайного краеведческого интереса постоянно. Ну вот, чем приманками могут быть, я написала. Местные новости. Обратите, пожалуйста, внимание, как работают местные новости. Наши библиотеки загадочные, которые хотят просто, чтобы точно совершенно замкнуться, чтобы вообще вот точно не развиваться никуда. Новости выкладывают только собственной жизни. Только собственной жизни. Я вот говорила, хорошая умная библиотека удмуртская, у нее на первой позиции, вот там, где у них видео, да, вот эти события, они же снимают, да, они снимают культурные мероприятия в своей библиотеке. Спасибо, ребята. А как мы статус свой никуда, да, вот что делают умные люди? А они новости выкладывают в своей территории. Даже в городе Петербурге, под барабанный бой, где новостей, понимаете, сколько? Каждое утро, рано утром, приходит библиограф, дежурный, отвечающий сегодня вот за это, а их в центре Петербурга, видите, 4 человека. 4. И с новостных лент ловит новости культуры. Вот что он ловит Питер? Культурные новости, культурные события, новости, связанные с охраной памятников. Для Питера это больная тема, актуальна. По-моему, все. И у них правило 5 новостей, не надо все, не надо много, 5 самых ярких новостей. Они выкладываются в такую ленту картинками. Зайдите, вот хотите, посмотрим, да, «Мир Петербурга», в ленту новостей. И ты, значит, кликаешь. Обычно все-таки как бы с этих лент там есть картинки, да? 5 новостей. И они, в данном случае, они ничего быстрее сделать не успеют. Они выкладывают через это текст, что почитать. Опять, значит, там, я не знаю, что, опять Исаакиевский собор хотят передать церкви, да, что-нибудь. Раз, картинка и события. В перегруженном конкурентами информационными Питере народ ходит именно в библиотеку Маяковского, центральную городскую, на их сайт, потому что там отобранные новости очень удобно выложены. Им ничего не сделать больше, это безумный Питер. А вы можете новость сразу подкрепить ссылкой хоть на что-нибудь. Вам не сделать быстрее, это то же самое утро, и у вас полно работы. Вам не сделать быстрее, но хоть на что-нибудь киньте ссылочку отсюда, да? Хотя бы формально вы можете узнать об этом в нашей электронной коллекции, да? Как правило, это можно сделать быстро. Еще одна возможность. Вы смотрите, я говорила о волонтерстве. Давайте научимся доверять, искать интересных людей в своей территории. Наверняка знаете. Как вам такое предложение? В 2 вариантах. Вы находите в обоих вариантах каких-нибудь умных, интересных людей, местных блогеров, интересных, умных, местных журналистов, людей ярких, пишущих, активных. Я не знаю, там 7 человек, да, по дням недели. И просите их, чтобы они предлагали вам 5 новостей. Они же следят, да, я не знаю, 5 новостей не каждого дня, а этой недели. Прошедшие за неделю там события, да, значимые. Вариант первый, чтобы они просто формировали список этих тем. Вариант второй, дать им возможность, вот сегодня, условно говоря, дежурит такой-то. Вы даете ему право на вашем сайте опубликовать новость. Ну, со ссылкой, тут правила игры нужно разработать, да? Очень интересно, давайте вы людям разговаривать, да, у себя. На сайте вашей библиотеки интересный, яркий человек делится впечатлением либо от того, что прошло за неделю,
либо информация о том, что будет, либо новостью сегодняшнего дня. Он сидел в ночи, да, за компьютером, и у него есть такое впечатление. Посмотрите на сайты библиотек, прошу прощения, не библиотек, «Эхо Москвы» там, или что-нибудь еще, у кого какие там вкусы, неважно, не о политике. Как читаются вот эти вот блоги и блогеры, как хочется услышать живое что-то, да? Живое мнение человека оттуда, а не наше академическое. Ничего нет плохого в том, чтобы вот таким блогером был кто-то из сотрудников. Вот, да, или таким вот человеком активным, который представлял вот это. Еще что здорово работает, хроникальные старости из газет прежних лет. Мы видели с вами в Рубцовске, да, вот это, старости. У них сделано с шагом в 5 лет, а можно не так. Можно просто выбрать в этот день, вот это посмотрите на сайте Донской публичной библиотеки. В этот день и что-то, да, что случилось. Опять ваша задача в том, чтобы отсюда привести к вашим продуктам, оживить их. Вот тут важно понимать, что вы, когда вы этим занимаетесь, вы видите свою цель. Вы знаете, что вы это делаете для того, чтобы продвинуть такой, такой и такой продукт. Вы от них идете. Вы знаете, зачем, куда вы хотите привести человека отсюда, а не просто так поделиться. На сайте есть специализированная краеведческая виртуальная справка с архивом выполненных справок и возможностью поиска. Даже если у вас есть просто виртуальная справка, виртуальная краеведческая справка должна быть видна отдельно. Может быть, это часть вашей виртуальной справки, но должна быть рядом с «Спроси библиографа» справка «Спроси краеведа», или как вы ее еще назовете, да? Неважно. У нее должен быть архив. В отношении архива, это тоже такая, как бы это сказать, замануха такая. Значит, смотрите, архив можно делать по-разному. Можно его структурировать, тогда люди будут там находить какие-то ответы на свои вопросы еще до того, как они их задали. В свое время я так и говорила. Вот правильно, когда архив структурирован, когда путь прописан, да, когда не надо, вот как с календарями, когда не надо думать, вот я тут такой ответ найду, тут такой. Главный петербурговед, центр петербурговедения, про который я только что упоминала, Зинаида Абрамовна Рудая, деликатный человек, она сказала: а вот вы не правы, а мы так делать не будем. А у нас это, с вашей точки зрения, помолвка. Это один длинный ряд, и то, что сегодня спрошено, да, отвечено, закроет то, что спрошено вчера, и так далее. Один длинный ряд. Я удивилась, она раз в 100 мнения. Она объяснила: вы знаете, а мы заметили, наши читатели, когда лезут в архив, когда они понимают, что у него нет структуры, они начинают читать все подряд. И человек, который совершенно не собирался искать своих предков и не думал, что это возможно, увидел чью-то переписку по поводу чьих-то предков, да, вопрос и ответ, и загорелся тоже, а он-то чем хуже, да? Вот этот архив можно использовать вот таким образом, чтобы он работал, заманивая. Ну, для этого, конечно, как надо отвечать? Тоже видела виртуальные справки, где человек задает конкретный вопрос, а умный краевед пишет: уважаемая там Дуня Форточкина, мы тебе охотно ответим, только ты, пожалуйста, приди к нам, или приезжай, или позвони. Мы ответим. Вот это, ну, понятно, да? Это очень плохой вариант ответа. Очень плохой. Потому что фактически для этого не надо было создавать виртуальную справку. Ну, вводные тексты комментариев я уже раз 15 говорила. Но представлены все или многие населенные пункты территории. Эта проблема решится, когда вы вот будете делать так, как я говорила, будете весь материал поворачивать на вход. Совершенно не обязательно, чтобы у вас были продукты по каждому населенному пункту. Если вы ко всему будете делать ключи, а лучший вариант через карту, у вас и так будут представлены все населенные пункты. Останется только рядом с картой сделать список населенных пунктов, кому удобнее, чтобы заходили так, да? Все, что у вас, условно говоря, на карте загорелось, засветилось лампочкой, что там хоть слово есть, да? Вот оно в этом списке будет видно. Можете вообще все населенные пункты, и тогда те пункты, по которым что-то можно найти на карте, они будут подсвечены, они будут активны. И вам, кстати, сразу будет видно, кто у вас остался сиротой.
Библиотека активно продвигает партнеров по краеведческой деятельности и позиционирует себя как организатор всего краеведения своей территории. Говорили, да? Это понятно совершенно. Вот. Ссылки на чужие ресурсы или их коллекции по возможности взаимны. Как делать? Вот тут дальше другой. Тут сказано, что они имеют рекомендательный характер, аннотируются, представляются в виде краткого путеводителя или хотя бы рубрикатора, имеют точную и конкретную привязку к местным объектам. Вот это то, на что мы применяли. Я говорила, что у нас ошибка была на самом деле, это не сработало. Путеводители по чужим сайтам, да, краеведческим. Нет. Это не сработало. Мы поняли, обсуждали, поняли в руководстве нашим новым, это заложено для областных, будет и для вас. А значит, не надо отсылать белый свет как копеечку к чужому сайту. Вот можно так написать, да? А там, где вы представляете партнеров, надо представить их сайтом, да? А вообще-то везде, где вы работаете конкретно на сайте, надо стараться ссылаться на конкретные чужие продукты. Не вообще на их сайт, а по конкретному поводу на конкретный продукт. У вас тема, место у вас в электронной краеведческой коллекции, вы приводите к конкретной книжке, которой нет у вас, она есть у них. У вас какая-то тема, я не знаю, там солдаты неизвестной войны, вы отсюда приводите к конкретному продукту, который у них посвящен этой теме. Не надо лепить просто так. Один раз отослать в целом к сайту, там, где про них, про партнеров, их визитную карточку как бы изобразить, а обозревать в целом, путеводительствовать по их продуктам не надо, они сами большие. Но каждый раз дергать за ниточку, их ресурсы тоже, помогать им тоже раскрутиться, это надо. Обратите внимание, пожалуйста, среди партнеров на самом первом месте кто? Для вас, ваши филиалы. В самую первую очередь, районная библиотека. Головой отвечает за то, чтобы каждый ее филиал, какая бы там работа ни была, светился. Чтобы на 5 копеек сделанное, или на 25, или на 100 рублей, чтобы оно было видно. У филиалов очень редко есть возможность самим представиться в сети. Если это страничка ВКонтакте или это блог, это хорошо, но этого недостаточно. Районная библиотека, вот так же, как национальная библиотека, должна дать место вот на своем портале всем вам, совершенно обязательно, а это пока не сделано, да, в вашем случае, так и вы должны себе на крыло посадить все ваши филиалы до последнего. Им, кстати говоря, у них тогда появится стимул что-то еще делать, класть, потому что, ну что это, да, других видно, а меня нет. И они там должны, у вас на сайте должны жить. Кроме этого, конечно, постараться, у вас у всех есть живые школьные музеи, у большинства, да, помогать тем, кому трудно пробиться самим. В первую очередь. Но библиотеки вообще вот бесспорно. В самую первую очередь. Давайте у нас будет какая-то профессиональная такая солидарность, да, и мы будем помогать, но в первую очередь своим. Значит, дальше. Вот теперь еще некоторые вещи о связях. Да, я еще что хотела сказать. Я как-то проскочила вот эту простую мысль про то, что это паутина. Значит, попробуйте поиграть с собой в такую полезную игру. Вот знаете, есть такие игры, да, когда надо, чтобы мячик как можно дольше не падал. Да? Упал на землю, все, игра кончилась. Попробуйте, когда вы строите вот эти цепочки, а это очень... Вот только попробуйте, увидите, как они пойдут. Когда вы строите эти цепочки, сделать так, чтобы никак этот поиск не обрывался. Вот я сейчас как раз хочу дальше вам показать, как можно строить, откуда куда. А вы можете что-то и подсказать тоже. Смотрите, что у нас есть. У нас на краеведческом блоке сайта есть ресурсы, продукты, средства продвижения, сервисы и ссылки. Да, про ссылки я прошу прощения, я не договорила. Ссылки. Вот я сказала, что не надо заниматься путеводительством, да, по этим ссылкам, что ссылки должны быть конкретными, а там есть еще одна вещь. Коллекция ссылок ваша, в отличие от тех коллекций, которые автоматически формируются на сайтах, на других, там, администрации или где-то еще, должна быть с отбором. Там экспертный отбор в полный рост. И она должна быть аннотированной. Вы спокойно можете себе позволить оценивать вот эти сайты. Кстати говоря, тут был задан вопрос про детей, что делать с детьми, да?
На детей может работать не только выкладка каких-то продуктов им предназначенных, не только какие-то подборки или хрестоматии. Коллекция ссылок по-хорошему для детей должна быть своя. То есть для взрослых одно интересно, для детей интересно совсем другое. То есть это коллекция, в которой вы аннотируете хорошие ресурсы, а плохие просто не берете. Короткая справочная аннотация, чем интересен этот ресурс или этот объект, почему вообще сюда стоит заходить. Так же, как с новостями в петербургском случае, это работает. Значит, ресурсы, продукты, средства продвижения, сервисы, ссылки. Представительский блок сайта. Значит, сейчас увидим, что он включает, мы сейчас к нему перейдем. Ресурсы. Электронный краеведческий каталог, а я надеюсь, что вы ряд продолжите. К чему может отсылать электронный краеведческий каталог? Совершенно очевидно. К электронной краеведческой библиотеке, да? Я хочу знать, если я зашла через каталог, что из этого есть в электронной краеведческой библиотеке. Должна быть, это делается очень несложно, в АПАКе во всяком случае. Там просто, в поле делается отметка в записи, и, соответственно, справа может там слева, да, картинка появляться какая-то, условный значок, знаете, книжечка какая-то. Не проблема. Дальше к чему? К фактографической базе данных. Откуда? От имени автора, да, обязательно. То есть, где я могу прочитать про этого автора? Если это наш автор, не от всякого в электронном краеведческом каталоге может быть справка, но если только можно, фактографическую базу, календарную или универсальную, это, да, виртуальные справки. Вам помочь? Да? Вот простой вопрос. Вам помочь? Нужна помощь? У нас есть виртуальная справка, зайдите, мы вам поможем, да? Конкретным продуктом, если у вас какая-то тема, какая-то проблема поддержана. Продукты. Вот я говорила, да, сами продукты служат для продвижения ресурсов, для обеспечения встречи ресурсов с пользователями. Вот то, что я рассказывала, не все нужно в виде PDF. Вот направление доработки, я про это уже рассказывала. Если все-таки PDF, не нужно заставлять скачивать, все должно открываться сразу. Большой-большой таракан, нелюбимый читателями, не могла удержаться, написала здесь. Да? Нужно заставить текст работать. Вот точно так же ваши тексты, хоть вводные, хоть в целом, вспоминайте Челябинский путеводитель, тоже насытить гиперссылками, разбить на части и разметить заголовки структурных частей. Я про это сейчас еще скажу, когда про ваши тексты собственной генерации буду говорить. Посмотрите, чем еще выгодно раскрывать, не прятать в коломео или чем-то, да, или, во всяком случае, переделывать. Сейчас поймете как. Прошу прощения за этот оборот. Почему надо? Когда поисковая машина ходит по сайтам, она индексирует названия каких-то продуктов, да? И она индексирует еще рубрики. Где-то до известного уровня, там 1, 2, 3, рубрики, подрубрики, не дальше, да? Когда у вас идет сплошной текст, просто сплошной текст, который машина может воспринимать только в качестве картинки, это вы знаете, что там текст, а для нее это PDF-ная картинка, да? Она эту структуру не видит вообще. Совсем никак. Если вы сделаете хотя бы самое простое, вы эти PDF-ные штуки разобьете. Вот эта книжка у вас, а вы взяли ее, вытащили из нее костяк, и вот эти PDF-ные кусочки, самый минимум минимум, разложили под рубриками. А рубрики должны быть какие? Читающиеся, да? Уже будет лучше. Вот, кстати говоря, точно так же я дальше буду говорить, это же применительно к текстам, которые вы сами пишете. Краеведческие, тематические, биобиблиографические и другие базы данных создаются только в тех случаях, когда недостаточно превращения в электронную коллекцию с их гиперссылками. Сложнее всего, не надо множить сущности, да, вот эти, сложнее всего, потому что там, скорее всего, будет, авторы, да, там будет по тематике, там не так очевидны ссылки. Но вообще говоря, во всяком случае, тоже можно их связывать, да, разным образом. Опять-таки, биобиблиографические, вот только что мы в Рязани обсуждали, они сделали такую хорошую штуку «Богатыри земли Рязанской».
Это трехтомник, в котором, я не помню сколько, все герои Советского Союза, все кавалеры орденов там и так далее, мощные. И они его так и выложили. Вот каждый том по отдельности. Что надо было сделать? Разобрать и сделать так, чтобы ссылки можно было давать к каждому имени. К каждому имени. Тогда это будет работать. Вообще не увлекайтесь базами данных. Вот просто так. Средства продвижения. Ну вот, про электронную краеведческую библиотеку я рассказывала. Пропускаю. Собственные тексты. Это важно. Что вокруг гиперссылок, просто напоминаю, да? Что сначала ядро, вот это, а потом вы его, собственно говоря, размазываете текстом так, чтобы это читалось, но чтобы все это, слова эти нужные вам, остались. Не очень длинные. Не принято делать в интернете длинные тексты. Никто их читать не будет. И то, что у вас там на 5-й странице, поисковая машина вообще не увидит. И обязательно структурированные по этой же причине. Никакой анонимности. Ну вот это я говорила уже. Новости. Ну вот это я уже рассказывала, могу пропустить. Это тоже говорила. Так, что у нас живет на представительском блоке сайта? Что краеведческого? Первое. Новости, анонсы, архив краеведческих событий, мероприятий библиотеки, краеведческих в общем ряду. Что надо сделать? Да? Вот оттуда, естественно, к краеведческой части сайта. Вот все, что на представительской части, должно отсылаться туда. Информация о краеведческом подразделении в списке подразделений библиотеки. Отсюда к продуктам, ресурсам, к самому структурному подразделению и людям. Очевидно. Информация о краеведческой деятельности в ряду направлений деятельности библиотеки. К проектам, продуктам, ресурсам, структурному подразделению и людям. Информация о краеведческой деятельности и ресурсах библиотек филиалов. В составе информации об этих библиотеках филиалов. Смотрите, какая беда. Многие библиотеки уровня областных, национальных, краевых держат специальные сайты. Все библиотеки Архангельской области, там, все библиотеки республики. Как-то так получается, что там про библиотеки можно узнать очень мало. Как начальство зовут, в каком году создано, я не знаю, какой-нибудь профиль. Там никогда не бывает ничего про краеведение. Как здесь показать? Назвать здесь, назвать их, чтобы отсылать уже по возможно конкретным продуктам и ресурсам, а не вообще к библиотеке. Очень конкретные ссылки должны быть. Вот там дальше, когда вы к ним послали, если они у себя правильно положили, если у них есть свои странички, что-то есть, да, они должны их положить так, чтобы все продукты были рядышком. Когда попал сюда, чтобы рядышком увидел остальные продукты. По возможности конкретные ссылки. Информация о краеведческих изданиях и других продуктах библиотеки. Списки изданий и других продуктов. С отсылкой к электронной краеведческой библиотеке. Там должна быть обязательно одна из коллекций издания нашей библиотеки. Ну, тут я написала, что все это совершенно реально, желаю удачи. Это на самом деле совершенно реально. Я боюсь, что я много чего не сказала. Ну, давайте я вот уже замолчу, наконец, да? А вы чего-нибудь спросите, если хотите. Вот все ли действительно с этим ясно, с этим поворотом? Технологические какие-то вопросы, если возникают, это вот я облегченно посылаю к моему коллеге, вот это он, там все вопросы, как это, в какой программе сделать и как это связать, но для того, чтобы работать просто гиперссылками, как правило, не нужно ничего особенного. Вообще ничего, это просто, только направление. Вот, хотела вам показать, давайте я вас немножко поясню. Значит, сейчас была ссылка. Вот, посмотрите, как не отстает от людей формальный подход.
Значит, это уже новое слово. Это краеведческий портал из Китимского района. Тут все есть. Вот так я посмотрела, как я перебираюсь, обрадовалась ужасно. Смотрите, новости, география, экология, история. Как было заказано, да, все темы. А справа тут библиотеки такие-сякие, и музеи. А тут еще, знаете, что тут есть? Тут карта есть. Тут карта есть. Значит, только дело в том, вот интерактивная карта района. Поняли, что они сделали? Тут по этой интерактивной карте района можно только найти муниципальное образование. Краеведческого не вложили ни миллиграмма. Дальше. Возвращаемся. Вот это вот все, это только новости. Вот в любой раздел только зайди, это только новости, от которых никогда, нигде нет бутик-ресурса. Вот здесь то же самое. Вот это хорошая информация, да? Но только новости. Люди сделали целый портал, и ничего из него взять нельзя. Ну вот от прошлого к настоящему, это вот я показывала, его выбили, да? Положили готово. Вот земля степница. 2 ЦБСки, 2 филиала выложили свои материалы, вот они лежат. Остальное библиотека не делает. Такие бывают номера. Да, и последнее, что я хотела сказать про эту тему. Большое значение имеет стилистика. Посмотрите, пожалуйста, как написаны тексты. Посмотрите, пожалуйста, это тоже важно, какие заголовки. Все заголовки, тоже надоело уже про это говорить, ничего не меняется. Все заголовки, связанные с краеведением, в такой умилительной такой манере, да? Уголок, там чего-нибудь, страничка и прочее. Когда вы задаете такую стилистику, вы должны понимать, кого вы зовете. Вы можете рассказывать, что вы зовете всех. Вы зовете тех, кому эта стилистика нравится. Никакая молодежь вот на эти уголки и там сторонушку не поведется. Это что касается людей, которые читают вот это все. Да? Теперь второе. Когда суровые поисковые машины ходят по сайтам, им интересно в ваших заглавиях, в ваших названиях другое, степень их уникальности. Вот понимаете, сторонушки у вас у всех сторонушки, да? И там, я не знаю, там любимое, там что-нибудь еще, да? Капелька России, или что там еще, да? Бывает. Это тоже у всех. Пошлость заразительная, я прошу прощения, пошлость заразительная. У меня одно время была такая мечта сделать стоп-лист и публиковать, я не знаю, ну хоть на сайте РБА, да, на нашей секции. Стоп-лист. Не называйте так ваши продукты. Никогда. Значит, поэтому придумывайте хлесткие, яркие названия, попросите кого-нибудь из молодых, я не знаю, детей, там, приятелей детей, молодых журналистов, непременно молодых, чтобы они вам это подсказали. Нам трудно бывает выйти из наших образов. Это первое. Второе. Используйте ваши уникальные названия. Вот Нювчимские переливы, я думаю, что это будет работать, потому что никто не знает, что это. И потому что конкурентов у вас нету, да? На Нювчимское будете ловиться вы, да? А на сторонушку никто. И стиль текстов ваших. Почитайте потом, когда приедете к себе. У нас получается, что мы говорим все время про пользователей, они. Пользователи найдут. Мы кому это говорим-то? Мы пользователям говорим. Одна мелочь. Обратите, из такого, из жизненного, что ли, опыта. Я когда-то была в Варшаве в командировке. Я обратила внимание, что там во всех кафе и в магазинах обращаются, я польский знаю немножко, обращаются на «ты». Ты у нас найдешь самое вкусное пирожное. Ты. Попробуйте обращаться так. Вот. Если вы не очень, не совсем не окончательно устали, я вам покажу, как работает в этом смысле, показывала в октябре, покажу еще раз, как разговаривать со своими пользователями.
Иркутская областная библиотека. Хотите? Как надо с ними разговаривать? Сейчас, одну секунду. Так. Сейчас. Сейчас сброшу. Сейчас, одну секунду. Так. Это должно быть здесь. А ну, расскажи, там сейчас скажешь, я вот это все чудо Ой, нет, зачем вы не сначала? Извините. там литература, ну, конечно, не Текущего слайда, что ли? Ну ладно, я сейчас сначала, чтобы не... Просто доскочу, ладно? обязательно смотрите. Сейчас. Ничего более нет, практически. Показать сейчас, заодно не только как обращаться. Как сделать так, чтобы он сказал мне сначала? Где сначала, сбоку парня. А? Где сначала, только туда в сторону. Только сначала. Туда, Да? нет. Простите. Маленькие там есть, чуть-чуть. Все, сбоку парня. Сбоку, рядом, просто. Вот эти? Будьте добры. Мне нужно вот с этого столика называется. Значит, посмотрите, пожалуйста, тут просто кое-что попалось еще из того, что хотела вам показать. Помните, я говорила, как подписывать надо? Вот это библиотека Наташи Зайцевой, да, сколько тысяч библиотек. И дальше смотрите, вот как она представлена. Мало того, что фотография, что как ее зовут, да? А дальше ее публикации. Вот что я еще забыла сказать. Еще 3 минутки. Важно. Я говорила, что можно пинать материалы, да, подстегивать. Из новостей еще оттуда. Есть еще одна штука, вот как раз очень важная у Донцова. Можно сделать, это очень хорошая вещь, свой краеведческий альманах, в котором и новости, и в котором публикации, какие-то статьи, да, и даты, и все что угодно. И там вы точно сами распоряжаетесь тем, откуда какая будет публикация для того, чтобы актуализировать материал. Вот у них Донской именинник играет роль головы всего сайта, диспетчера, который вот это сюда, а это сюда. И вот в частности, смотрите, как актуализируются материалы этого библиотека. Они на ее страничке, они все тут есть. Если тебе понравилось, что Наташа Зайцева написала, ты зашел посмотреть, то дальше вот ты возвращаешься обратно в электронную библиотеку через ее публикацию. Так, дальше. У меня тут нету. Тут нужна штука.
Вот это тоже подпись. Помните? Вот автор. Вот два автора. Вот про них все есть. Дальше. А вот это то, что я говорила в хронике Приангалии. Вот этот текст. Это у них был юбилей города. Юбилейная Никарагуа охватила город. Все стараются как-то отметить эту дату. Чем-то особенным, запоминающимся. Решили мы. А что может подарить областная библиотека городу-столице? Как водится, книга лучший подарок. Поэтому держи потянем полную коллекцию известий Иркутской городской думы с 1886 по 1916 год. Не хватает только официально справочного отдела номера 10, 12 за 16 год. Будем признательны, если кто-то найдет его и передаст нам для оцифровки и пополнения коллекции. Этот журнал, выходивший небольшим тиражом, представляет интерес не только для исследователей истории, но и для современных горожан. Какие вопросы стояли перед городским общественным самоуправлением тогда? Какие вопросы городского хозяйства, образования, культуры, общественной и политической жизни актуальны до сих пор? Прогуливали ли гласные депутаты городской думы заседания? Часто по уважительной причине. Вопросов может быть множество. Ответы в нашей коллекции. Человеческий текст, да? Цепляющий за... Ну вот это на молодежь на среднем возрасте. Согласны? Попробуйте так. Ну вот, это про стилистику. С этой темой все. Я опять на 20 минут перебрала. По этой теме есть ли у вас вопросы? Нету? Значит, смотрите, у нас крошечная тема сегодня еще есть, но я предлагаю вам сделать вот что. Сегодня уже задержались, вам кому-то надо на автобусы, да? Я предлагаю ее перенести на завтра, она как раз недолгая, она не часовая. Ладно? Тогда на сегодня спасибо огромное. Все.